И звук отключен. Ладно. Я же давно пишу. Нет, звук в зуме. Ага. Нельзя, конечно, перевести. Клавиатура еще не зашла, да? Она зашла. Я вошел с ее компьютера. Добрый день, участники семинара, гости нашего семинара. Республиканский научный семинар считаю открытым. Нет. У нас очень много сегодня участников и гостей, поэтому, уважаемые коллеги и гости, мы скинули еще вам ссылку на YouTube, поэтому многие, я думаю, подключились и смотрят нас на YouTube, но спикеры и модератор, конечно же, подключились через площадку WhatsApp. Уважаемые участники семинара, у нас очень много заявлено участников, поэтому все, кто присоединился через Zoom, отключите, пожалуйста, свои микрофоны, потому что участников действительно очень много, чтобы не было для выступающих помех. Наш семинар «Создание ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в творческую деятельность». Я думаю, что вопросы, которые мы поднимем сегодня на семинаре, интересуют всех коллег, всех сотрудников библиотек и наших гостей. А сейчас позвольте, пожалуйста, зачитать приветственный адрес министра культуры Республики Башкортостан Шафиковой Амины Ибниевны. Дорогие друзья, приветствую участников и гостей республиканского научно-практического онлайн-семинара «Создание ресурсной среды в библиотеках Республики Башкортостан для повышения качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья путем вовлечения их в творческую деятельность». Долгое время люди с ограниченными возможностями здоровья считались объектами лишь социальной и медицинской помощи. Благодаря Конвенции ООН о правах инвалидов учреждения культуры вышли на первый план во включении инвалидов в общественную жизнь. Сломать стереотипы, сделать инвалидов частью культурного пространства и помочь им адаптироваться в среде здоровой части населения – цель учреждений культуры. Проведение данного мероприятия по столь актуальному вопросу организовано Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина, которая на сегодняшний день является одним из ведущих методических центров по работе с инвалидами для муниципальных библиотек республики, где работает высококвалифицированный творческий коллектив, отличительной особенностью которого является заинтересованность к инновационной деятельности по обслуживанию инвалидов. Уверена, что данный онлайн-семинар будет способствовать решению ряда вопросов по доступности библиотек, вовлечению маломобильных граждан в творческую деятельность, а представленный опыт коллектива библиотеки будет полезен и применим в работе. Хочу пожелать участникам республиканского научно-практического семинара успешной плодотворной работы, удовлетворения от общения и совместной деятельности. А сейчас, уважаемые коллеги, давайте посмотрим небольшой ролик о библиотеке для слепых. В Казанской специальной библиотеке для слепых функционирует тифлоиздательский отдел. Книга и чтение в жизни незрячих, лишенных зрения, является одним из главных средств социокультурной реабилитации. Реабилитированный человек – это читатель, отличающийся высоким уровнем культуры чтения. Особенностью работы тифлоиздательского отдела является издание книг системой Брайля, доступных для наших незрячих читателей. В тифлоиздательском отделе выпускаются также книги укрупненным шрифтом, с рельефно-графическими рисунками, с рельефно-точечными рисунками, краеведческой тематики. Тифлоиздательский отдел осуществляет выпуск рельефно-точечных изданий, рельефно-графических пособий. Ежегодно выпускается 6 наименований книг краеведческого характера, 3 названия на башкирском, 3 названия на русском, рельефно-точечным шрифтом. Их тираж составляет 15 экземпляров.
Также отдел выпускает книги рельефно-точным шрифтом в рамках республиканских государственных программ по запросам читателей. Начиная с 2017 года начали реализацию крупномасштабного краеведческого проекта «Путешествие по городам и районам Башкортостана от А до Я». В рамках проекта издание рельефно-графических пособий краеведческой тематики направленного характера, то есть в пособиях дана информация о конкретной территории края. Пособие содержит укрупненный шрифт для слабовидящих, шрифт Брайля для тотально слепых и рельефные рисунки. Рельефные рисунки для этих пособий готовятся в рамках социального проекта «Трогательный Башкортостан» профессиональными художниками и специалистами графики. Брайлевский принтер печатает текст рельефно-точечным шрифтом. Текст мы обрабатываем в специальной программе ДБТ, потом пускаем на печать. Готовые рисунки мы пропускаем через термопечь, и они приобретают рельефную форму. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых стала лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2018» в номинации «Услуги населению» за выпуск рельефно-графических пособий для незрячих «Путешествие по городам и районам Башкортостана от А до Я». Снабжением незрячих пользователей всех подразделений библиотеки необходимой информацией в звуковом формате занимается студия звукозаписи. В студии звукозаписи озвучиваются книги на башкирском и русском языках. Yer şarının kartığına, karahan yakşığına, Башкортостан шул картала bir yaprak saklığına. Эйе, yaprak аккайындан bir yapрагы небары, аккайыны büyük Рәсәй, шундай яшел югары. В 2015 году был получен грант президента Российской Федерации на реализацию проекта «Расскажите мне кино». В рамках этого проекта Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых занимается созданием тифлокомментариев к фильмам. Тифлокомментирование – это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому без специальных словесных пояснений. В настоящий момент готовы собственные комментарии к 30 фильмам и 5 на башкирском языке. В студии звукозаписи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых были озвучены 2 мои книги «Не оставляй мама» и «Детство без сказок» на башкирском и русском языках. Первую книгу на башкирском языке читал лично я сам. Еңеусе, бір күнді апайымдың ұлы медаль алып қайтты. Мәктәптә йөҙөү буенча ярышта 2-нче урынды алган икән. Күрһәгез, әсәһенең ни тиклем шатланганын. Ана, минем улым еңеүсе булган дип кергәненә лә сыкканга һөйләй горланып. Кемнең малае иңгитеге? Айгүле кайындата. Мактау һүзләрен ишеткәч, тугандыр кәйфе тагы күтәрелеп китте. Без дә ихласланып, малайның аркаһынан тупылдатып һөйеп талдык. Улның бындай уңышы өчен әсәһе йомартланып китте. Без шул ук көндә магазинга барып, малайга спорт киеме һатып алдык. В республиканской библиотеке мы давно дружим. Приходилось с ними выезжать даже за пределами Башкортостана, в Свердловской области интересные мероприятия проводили. И часто приглашают в эту библиотеку меня самого. Мне всегда интересно встречаться с людьми. И то, что существует такая студия звукозаписи, это очень прекрасно, потому что открывает возможности людям, которые ограничены в зрении. И, несмотря на это, они могут слушать аудиокнигу и познакомиться с произведениями современных писателей. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Огромная просьба выключить микрофоны. Уважаемая Хасанова с Национальной библиотеки, Кувшинова Марина, Ольга Патраева. Пожалуйста, отключите микрофоны. Итак,
Еще раз начинаем наш республиканский научно-практический семинар. Сегодня было очень важное совещание в Министерстве культуры. Ирина Николаевна вам зачитала приветственный адрес Амины Евгеньевны Шафиковой. И на этом тоне продолжим наш семинар. Первый доклад, он мой. Возможности ограниченной, способности безграничной, социокультурная деятельность Республиканской библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина. Сейчас я включу презентацию. В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. Библиотека для слепых является методическим центром по библиотечному обслуживанию инвалидов. Поэтому позвольте сейчас вам сделать небольшой обзор по состоянию доступности наших централизованных библиотечных систем на 1 января 2021 года. В Республике Башкортостан по данным на 1 января 2021 года проживает 241 743 инвалида всех категорий. И по итогам анализа отчетов общедоступных библиотек Республики Башкортостан за 2020 год из 1579 библиотек всего 313 имеют кнопки вызова и 332 оснащены пандусами. Представляете, да, что это очень маленькая доля, есть к чему стремиться, есть что требовать со своих учредителей и, конечно же, обеспечивать доступную среду во всех библиотеках 100%. Охват библиотечным обслуживанием инвалидов в муниципальных библиотеках Республики Башкортостан в 2020 году в среднем составляет 24,1%. Уважаемые коллеги, эта цифра тоже очень маленькая. Надо стремиться 100% охватывать. По итогам 2020 года в Республике Башкортостан доля региональных общедоступных библиотек, в которых обеспечены условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, составляет 25%. Это, конечно же, наша головная библиотека Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина и главный корпус Национальной библиотеки имени Ахмед Закиева Лиди. И из доля культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями от общего числа мероприятий, проводимых общедоступными библиотеками, составляет более 17 тысяч мероприятий с участием инвалидов. Это 13,3%. Вот этот показатель, он радует, и, конечно же, не надо снижать планки. Одним из распространенных направлений культурно-досуговой деятельности библиотек является создание клубов, творческих объединений, кружков, и вовлечение инвалидов в эти неформальные объединения способствует развитию творческих способностей участников, эффективной социальной реабилитации и интеграции в местном сообществе, расширению коммуникативных связей, созданию непринужденной обстановки, межличностного общения, реализации возможностей психологической разгрузки. В библиотеках создают клубы, объединяющие лиц с ОВЗ, или вовлекают их в работу действующих клубов по интересам. Например, в 2020 году в Ишимбайской ЦБС реализован проект на грант главы Республики Башкортостан деятелям культуры и искусства Республики Башкортостан. Грант назывался «Новые горизонты доступного чтения. Электронный читальный зал на службе незрячего пользователя». Само название говорит за себя, да, содержание работы сразу понятно.
Крайдельской ЦБС в 2020 году реализован грант грант главы Республики Башкортостан под названием «Безграничные возможности создания автоматизированного рабочего места незрячего и слабовидящего пользователя в юношеской модельной библиотеке». Здесь освоена сумма 150 тысяч рублей. Микинская ЦБС стала победителем конкурса «Общее дело» благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом «Онлайн-познание» в номинации «Музей, культура, новая форма». Цель проекта была социализация и самореализация детей с ограниченными возможностями здоровья на базе Миокинской межпоселенческой детской библиотеки через создание в центре «Благо-Арт» онлайн-обучения. ЦБС города Кумертау выиграли грантовый конкурс Российского фонда культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Творческий проект видим руками, слышим сердцем. И основная цель проекта – создание тактильных книг для слабовидящих детей. В рамках национального проекта культуры в республике были открыты 4 библиотеки нового поколения. Это Благоварский, Дюртюлинский, Илишевский и Туймазинские районы. Они открыли у себя новые модельные библиотеки. И во всех этих библиотеках в идеальном состоянии обеспечены условия доступности для маломобильных групп населения. С августа 2020 года после капитального ремонта на базе обновленной Кандринской сельской детской модельной библиотеки заработал тифлоцентр для слабовидящих и незрячих. Для читателей теперь имеется доступ к национальной электронной библиотеке, на сайте которой имеются версии для слабовидящих и слепых. В Тифлоцентре помимо этого уже имелось специальное компьютерное оборудование, теперь появилось устройство для чтения говорящих книг. Андреевская сельская библиотека в Илишевском районе была полностью переоборудована, установлены тактильные информационные таблички, которые оформлены шрифтом Брайля, установлена кнопка вызова, отмеченная специальной пиктограммой, оборудованы дверные проемы и также оборудован санузел. Оформлены дорожки из тактильных плит, приобретены тифлофлешплеер, портативная индукционная система, приобретен гусеничный лестничный подъемник, предназначенный для преодоления лестничных пролетов инвалиду, который является колясочником. В библиотеке села Языково Благоварского района для читателей с ограниченными возможностями здоровья созданы тоже все условия. Библиотека оснащена тактильными табличками, указателями, приобретен компьютер со специальной программой и дополнительными тифлоустройствами. Библиотека села Осяново Дюртюлинского района также все вышеперечисленные условия созданы. Также оборудовано информационное табло, рельефно-точечные наклейки на поручнях, тактильные пиктограммы и указатели. И при входе в библиотеки также размещено информационное табло для информирования о приходе читателя-инвалида. Кнопка вызова, конечно же, пандус. В работе, основанной на принципе инклюзии, библиотеки Республики Башкортостан предполагают включение в процесс совместной творческой деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья и творческого взаимодействия между разными группами населения. Например, в Аургазинской центральной библиотеке создан центр библиотерапии «Доктор Книга». В Ташкуровской сельской библиотеке, размещенной в многофункциональном центре культуры Балтачевского района, ведется работа инклюзивной творческой лаборатории «Мастерская рукодельные чудеса» с членами клуба «Сердеш». В детской модельной библиотеке Мишкинского района работает мастерская марийского декоративного прикладного искусства «Берегиня». В Мейкинской межпоселенческой детской библиотеке открыт инклюзивный центр «Благо-Арт» и мультстудии «Фантазер». И в интеллект-центр «Диалог» города Салават в Тифлоцентре «Гармония» реализуется творческий проект под текстопластики «Чудо-ручки, чудо-штучки». Участники проекта – это библиотекари, родители и наши дети-инвалиды. В информационном культурном центре «Мастерская искусства» библиотека филиала номер 3 МВУ ЦБС города Стерлитамак работает инклюзивная театральная студия «Мастерская» с оборудованием звукозаписывающей студии. Цель проекта – создать условия для поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья, помочь раскрыть свои артистические таланты и уменьшить социальную изоляцию особенных людей.
Мы максимально коллег с этих библиотек пригласили сегодня. Они еще в своих докладах вам рассказывают, покажут фотографии, презентации. И в ЦЦДБ города Уфа успешно функционирует кружок арт-терапии для людей с ограниченными возможностями здоровья, где они погружаются в атмосферу творчества. Модельная детская библиотека номер 42, также с ЦЦДБ города Уфа, с региональной благотворительной общественной организацией «Будь всегда рядом» проводят совместные социально развивающие занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Хотелось бы немного остановиться и на нашей социокультурной деятельности. Наша социокультурная реабилитация, применяемая в практической деятельности специальной библиотеки, способствует всестороннему развитию творческих способностей незрячих, повышению их культурного уровня и образования, обеспечивает организацию досуга и неформального общения с элементами самодеятельного художественного творчества. На расширение возможностей и способностей читателей были направлены всевозможные мастер-классы, творческие мастерские, фестивали, марафоны, конкурсы, смотры, занимательные часы, семинары и прочие мероприятия. Специальная библиотека очень хорошо освоила проектную деятельность и неоднократно получала грантовую поддержку на региональном и федеральном уровне. На протяжении нескольких лет ежеквартально библиотека проводит бенефисы одного читателя. Талантливых незрячих очень много не только в Уфе, но и по всей республике. Поэты, писатели, музыканты, художники. То есть намекаем, да, что бенефис одного читателя вы тоже можете посвятить человеку с ограниченными возможностями здоровья. В октябре 2019 года в специальной библиотеке состоялся республиканский тифлофестиваль «Многоголосие земли башкирской». Вы неоднократно и видели наш материал в библиотеке, где обслуживаются коренное население, какая-то отдельная народность, получили адаптированные книги. И многие из вас, конечно же, и участвовали на презентации нашего гранта. С 2016 года в библиотеке создан театр «Балаганчик», участниками которого стали наши читатели, самодеятельные незрячие и слабовидящие артисты. Ну и ежегодно, начиная с 2006 года, в рамках основных мероприятий Министерства культуры Республики Башкортостан, за счет средств бюджета наша библиотека проводит республиканские конкурсы детского творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году это был конкурс «Сердцем к подвигу прикоснись», и в этом году мы с вами вместе проводим конкурс «Любимые книжки девчонок и мальчишек». Если в 2020 году у нас принимало участие 84 ребенка-инвалида в возрасте от 7 до 18 лет, которые обучаются в общеобразовательных и коррекционных учреждениях из 40 городов и районов республики, проводили мы конкурс в условиях пандемии, то в этом году мы надеемся, что количество участников будет в разы больше. Все ЦБС по поводу конкурса 2021 года проинформированы, и дополнительно наше положение размещено на сайте. Кроме того, инвалиды разных категорий могут принять участие в различных всероссийских конкурсах. Уважаемые коллеги, прямо заскриньте вот этот слайд и возьмите себе на заметку. Зачитывать отдельно конкурс не буду, каждый конкурс не буду. Если не успели заскринить, то обязательно попросите наших коллег, чтобы дополнительную информацию дали. Спасибо вам за внимание. Максимально коротко хотелось рассказать, как мы работаем в ЦБС, как работают ЦБС и, конечно же, про свою работу. Этот слайд, у кого еще нету этих данных, тоже можете заскринить и использовать в совместной деятельности. Так, в чате, значит, читаю, что со звуком проблемы. У меня все включено. Коллеги, меня хорошо слышно? Покивайте, если хорошо слышно. Поприветствуйте, если хорошо слышно. Хорошо. Значит, продолжаем.
Следующее наше выступление, доклад «Совершенствование профессиональных компетенций будущих дефектологов в рамках социального партнерства». С докладом перед вами выступит Елена Рафаэлевна Мустаева, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой специальной педагогики и психологии Института педагогики нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы. Елена Рафаэлевна, вы здесь? Да, конечно. Да. Добрый день, коллеги. Я надеюсь, что меня достаточно хорошо слышно. Ну, во-первых, я хочу всех вас поблагодарить за возможность участия на таком интересном семинаре, потому что наша кафедра достаточно давно уже сотрудничает с организациями образовательными, с организациями социальной защиты, с организациями системы Министерства здравоохранения. И, к сожалению, с Министерством культуры у нас, в общем-то, еще никаких каких-то социальных проектов, по большому счету, не было. Я хочу сказать, что у нас, конечно, есть опыт тьюторского сопровождения нашими студентами различных ваших мероприятий на базе библиотек. Но сегодня хотелось бы поговорить о таком серьезном социальном сотрудничестве, о социальном партнерстве, которое будет благоприятно влиять как на подготовку будущих специалистов-дефектологов, так и на вовлечение их в социальную среду лиц ОВЗ. Хочу сказать, что на нашей кафедре осуществляется подготовка уровня бакалавриата по таким направлениям, как логопедия, дошкольная дефектология и олигофренопедагогика. Также мы готовим магистров специального дефектологического образования по профилю управления образованием и психолого-педагогическим сопровождением лиц ОВЗ. Хочу сказать, что на современном этапе образовательной системы достаточно часто в практике встречаются лица с ОВЗ на сегодняшний день со множественными дефектами развития, со сложной структурой дефекта. И будущие выпускники порой достаточно часто испытывают сложность социального барьера, социального общения и коммуникации с лицами с ОВЗ. Несмотря на хороший багаж знаний, выпускники не могут найти контакты, не могут найти социального партнерства как с детьми, так и взрослыми и подростками. В этой связи уже на протяжении последних 4 лет основной задачей подготовки наших будущих специалистов является их практика-ориентированная ориентация. И, соответственно, мы прибегаем в своей, так скажем, образовательной среде на сегодняшний день к новым интерактивным методам обучения, которые позволяют нашим студентам максимально приблизиться к трудовым действиям в условиях производственной среды. Это, в свою очередь, ставит перед нами задачи необходимости расширения сети социального партнерства и взаимосотрудничества университета с иными образовательными организациями, как на базе вуза, так и за его пределами. В настоящее время кафедре заключено достаточно большое количество договоров разного характера с общественными организациями Республики Башкортостан, которые курируют, сопровождают деятельность инвалидов и лиц ОВЗ в нашем регионе. В рамках этих договоров у нас социальное партнерство обозначено в сфере психолого-педагогического сопровождения лиц ОВЗ дошкольного и школьного возраста. В свою очередь, социальное партнерство в нашем понимании представляет взаимовыгодное сотрудничество, позволяющее, с одной стороны, университету подготовить высококвалифицированных, практикоориентированных специалистов, будущих дефектологов, а с другой стороны, закреплять у них профессиональные компетенции, формировать активные формы сотрудничества с лицами, имеющими особенности развития, и их родителями. В этой связи кафедрой предполагаются следующие формы социального партнерства как на территории университета, так и за его пределами. Я хочу сказать, что в рамках университета нами создан центр развития профессиональных компетенций, который называется «Мастерская специальных технологий инклюзивного образования».
И на базе этого центра мы оказываем услуги, бесплатные услуги для лиц ОВЗ, их родителей по диагностике нарушений развития, по индивидуальному, последующему коррекционно-развивающему обучению и сопровождению ребенка с ОВЗ. Поэтому в связи с этим одним из направлений нашего, допустим, будущего социального партнерства я вижу и оказание аналогичного рода услуг тем школьного там возраста, подросткам и, возможно, взрослым, которые посещают вашу библиотеку. То есть с силами наших преподавателей кафедры, силами наших студентов мы также можем включиться в деятельность ваших библиотек, ну, я думаю, конечно, территориально, которые расположены в городе Уфа, вот, и осуществлять диагностические, коррекционно-развивающие бесплатные услуги для лиц, которые посещают ваш библиотечный центр. В задачи нашего центра развития профессиональных компетенций, помимо формирования профессиональной способности, готовности коррекционной диагностической и коррекционно-педагогической деятельности, входит разработка и апробация новых технологий обучения детей с ОВЗ. Стажировка и совершенствование навыков осуществления основных видов профессиональной деятельности. В этой связи у нас немножко западает задача стажировки и совершенствования навыков, потому что студенты наши имеют возможность это делать только в пределах университета. Я не говорю сейчас про наши классические практики согласно учебным планам. Вот. А выход в социум, выход на площадки, где широко представлены лица с ОВЗ, за пределами университета у нас вот этой практики на сегодняшний день не наблюдается. Далее хотелось бы сказать, что также среди задач работы нашего центра, кроме диагностики, коррекции, консультирования детей, подростков и взрослых с различной нозологией, мы рассматриваем и развитие навыков у студентов, сотрудничество с семьями, воспитывающими лиц с ограниченными возможностями здоровья. И в этой связи у нас обозначена, так скажем, вторая задача, которую мы можем предложить вам как вариант социального партнерства, социального сотрудничества уже за пределами нашего университета. Мы с коллегами долго обсуждали на заседании кафедры, каким образом мы можем практиковать наших студентов на ваших площадках библиотек, чтобы, с одной стороны, закреплять в них профессиональные компетенции, с другой стороны, формировать у них социальную активность среди лиц ОВЗ. И после, так скажем, различного обсуждения предложенных вариантов мы пришли к выводу, что, значит, во-первых, мы можем, значит, предложить какие варианты сотрудничества с лицами различной возрастной группы и с различными нозологическими дефектами. Но это как вариант может быть аудиозапись литературных произведений для лиц с нарушениями зрения различного возраста нашими студентами. То есть наши студенты в рамках самостоятельной работы, у нас предусмотрено учебным планом определенное количество часов по самостоятельной работе, могут осуществлять вам помощь в виде вот аудиозаписи литературных произведений. Вторым направлением нашего социального партнерства мы можем видеть кружковую работу с детьми младшего школьного возраста, различных нозологических групп. Мы примерно обозначили это как театральная студия. Я сегодня в первом докладе услышала достаточно много интересных форм работы с детьми с ОВЗ, но мы все-таки рассматривали возможности наших студентов, их только формирующиеся профессиональные навыки, решили, что вот такие формы достаточно доступны. То есть, если мы говорим о категории детей младшего школьного возраста или подростков, то мы можем предложить на базе библиотек города Уфы создать театральные студии, ну, гипотетически примерно мы назвали их, как, например, в «Гостях у сказки», где специально организованная театрализованная деятельность будет способствовать не только знакомству с произведениями народного творчества, но и формированию творческого потенциала детей в ходе самостоятельного изготовления атрибутов к спектаклю при помощи наших студентов, с помощью ролевых игр
инсценировок различного характера, различных произведений, ну и так далее. И следующим направлением нашего социального партнерства мы видим работу со взрослым контингентом лиц УВЗ, потому что мы понимаем, что это тоже социально не адаптированная группа, которая возможно, уже пенсионного возраста, которая не имеет выхода в социальные контакты, в социум. И для такой категории лиц УВЗ мы можем предложить организацию нашими студентами тематических литературных вечеров, в рамках которых будет организовано как непосредственное чтение произведений студентами с последующим его обсуждением, так и, возможно, собственные выступления взрослых, там, с чтением стихотворений известных авторов и, возможно, собственного сочинения. То есть, конечно, эти формы работы перекликаются, еще раз говорю, с вышеописанными, но, тем не менее, именно эти варианты возможны как допустимое социальное партнерство образовательной организации с библиотеками нашего города Уфы. Таким образом, мы видим возможные варианты развития профессиональной компетенции наших обучающихся, с одной стороны, с другой стороны, такое гармоничное вовлечение их в социальную среду лиц ОВЗ и, наверное, взаимовыгодное какое-то сотрудничество. В заключение своего доклада я хочу пожелать нам всем успехов в нашей работе, потому что неважно, с какой стороны мы к этому подходим, с образовательной, коррекционной или культурно-просветительной, это достаточно благородное дело, и я думаю, что успех нам всем не помешает. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я готова на них ответить. Спасибо, Елена Рафаэлевна. Ну, во-первых, вы нашу уверенность в себе повысили тем, что мы, оказывается, в правильном направлении идем, перечислили мероприятия. Мы же очень часто варимся в собственном соку и как-то по интуиции организовываем мероприятия, общаемся с нашими особенными читателями. И иногда действительно не хватает вот грамотной поддержки специалиста, а сейчас вот в лице вас мы будем этой поддержкой заручаться и еще тщательно относиться к нашим мероприятиям. Елена Рафаэлевна, спасибо большое за выступление. Конечно же, мы с вами вместе будем сотрудничать, работать и очень ждем вас со своими студентами, может быть, даже педагогами у себя на экскурсии, потому что нам очень важен ваш совет, может быть, где-то подправить, а где-то их поддержать, похвалить нас. Поэтому вот, да, спасибо, будем дальше сотрудничать. Спасибо, Рафаэловна, я благодарна еще раз, что вы пригласили меня на это мероприятие. От себя хочу сказать, что действительно будем рады любому партнерству, социальному в том числе, и будем, так скажем, на телефоне. Да, давайте. Всего хорошего. Спасибо. Следующий наш выступающий, мы привыкли ее все время называть Алина, потому что в очень многих проектах мы с ней участвуем и по-свойски называем по имени. И сегодня я только узнала ее отчество. Алина Саримовна Хабирова – это директор автономной некоммерческой организации Центр социальных технологий «Ломая барьеры». Неоднократно, наверное, слышали про их проекты. И также она заместитель комиссии по здравоохранению, социальной политике, благотворительности и вопросам семьи и детства в Общественной палате Республики Башкортостан. Алина Саримовна, предоставляем вам слово. Да, добрый день. Все слышно, да? Да. Хорошо. Да, я подготовила презентацию, поэтому сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Сейчас попробую. Нет, организатор включил демонстрацию экрана участников. Эх, жалко. Или как-то можно сейчас сделать? Да, сейчас. Угу. Потому что я прикрепила фотографии. Да, пробуйте. Угу. Так, вот. Видно? Да, видно. Хорошо.
Тема моего сегодняшнего выступления – взаимодействие библиотек с некоммерческими организациями Республики Башкортостан, опыт и социальный эффект. Понятно, что большое количество есть различных технологий, которые социализируют, социокультурная реабилитация. Вот. Ну, мы расскажем как бы о своем опыте, как мы взаимодействуем с библиотекой как раз-таки для слепых, и в этом году стали взаимодействовать вообще с библиотеками города. И вкратце как бы подведу небольшие итоги. Буквально 2 секунды. Центр «Ломая барьеры» мы функционируем с 2012 года, и наша цель – это всесторонняя поддержка детей с инвалидностью. Наибольшую долю этой поддержки мы как раз-таки уделяем внимание социализации детей и адаптации в современное общество. Вот с 2015 года на постоянной основе мы сотрудничаем с библиотекой для слепых. Ежегодно у нас проходит межрегиональный фестиваль инклюзивного детского творчества «Ломая барьеры». Он единственное, конечно, вот только в прошлом году у нас по известным причинам не состоялся. Собираемся мы в Конгресс-холле, приезжают дети со всей России, и нам, конечно, важно, чтобы перед самим гала-концертом дети именно в фойе, там за 2 часа до этого фестиваля, как повзаимодействовали сами между собой, так и научились каким-то, узнали какие-то новые знания, познания, да, вот, и вот на фотографии вы видите, что около 700 участников у нас принимают участие, Рима Акбердиновна всегда нас посещает, и всегда на этой площадке присутствует библиотека для слепых. Они, сейчас покажу, вот у нас всегда делают выставку тактильных картин, и дети, еще раз повторюсь, у нас дети не только с ОВЗ посещают, но и здоровые сверстники, это очень важно. И дети вообще познают, что такое тактильные картины. То есть это становится более, это ведет к тому, что это будет более толерантное общество. И как раз таки это площадка, где дети с ОВЗ могут встретиться со своими здоровыми сверстниками. Есть у нас еще партнерство. На благотворительном фестивале «Помочь может каждый». Он у нас проходит уже 2-й год подряд. Его смысл, что любой человек может помочь какой-либо организации. Там механика такая, что, если вы посмотрите, есть около 30 коробок. Коробки, они проименованы. И среди этих коробок у нас есть как раз-таки вот библиотека для слепых, да? И внизу написано, что им необходимо. И мы вот как раз собирали, начиная от канцелярии, заканчивая до каких-то элементов для создания тактильных картин. И что хорошо, люди, у которых есть потребность помочь, да, они смотрят, так, я могу купить клей, хорошо, я куплю там кусочек фетра. Но, что немаловажно, когда он это покупает, когда он это приносит, он узнает, для чего это. То есть мы еще раз таким образом расширяем информацию о том, что есть вообще тактильные картины, тактильные книжки и для чего они нужны. Здесь вот как раз-таки на картине такая общая, да, тут собирали мы и ленты, и ткани различные. С этого года мы начали сотрудничать с библиотеками совместно с Центром местной активности. Если знаете, у нас открылся Уфимский центр местной активности. Вот. Какие мы провели там мероприятия? Самый первый был это мотивационная встреча. Вот на верхней фотографии к нам приезжала девушка, которая сама на инвалидности. И она рассказывала о том, как она живет. У нее установлена стома. И мы вот собирали людей как раз-таки внутри библиотеки, там были заранее афиши, и люди просто встречались, могли задать вопросы, ну, как бы очень интересный такой формат. Понятно, что можно провести различные круглые столы и творческие мастер-классы. В этом году мы очень хорошо отработали в 7 библиотеках Уфы. Есть
Международный день редких орфанных заболеваний. Очень такая знаменательная дата для нас, потому что сам центр «Ломая барьеры», у нас подопечные являются дети-бабочки, дети с булезным эпидермолизом и дети-рыбки, дети с ихтиозом. Это как раз-таки относится к редким орфанным заболеваниям. Встречается не менее 10 человек на 1000 человек. И нам, конечно, очень было важно, чтобы как можно больше распространить информацию об этом дне. И очень хорошо получилось, что в 7 библиотеках Уфы, у нас 7 районов Уфы, соответственно, были задействованы 7 библиотек Уфы, были установлены такие стенды. Со своей стороны мы вот предоставили распечатки, это вот логотип самого дня, да, и еще подарили в фонд этих библиотек журналы «Редкие заболевания» называется. Также подобрали различные книги, которые как-то косвенно либо напрямую рассказывали о людях с данным заболеванием. И как бы забегая вперед, как раз таки 2 апреля будет Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. И если есть возможность, то было бы здорово, если бы тоже в этот день была вами как бы инициировано оформление стендов, именно посвященное этому дню. Мы даже со своей стороны подобрали, вот здесь вот эта ссылка, я потом ее в чате кину, в этой ссылке мы подобрали и литературу, какая, возможно, есть в библиотечном фонде, и список фильмов, и там различные брошюры. Их можно будет скачать и уже непосредственно разместить на ваших стендах. Ну вот тема моего доклада — это как раз-таки сотрудничество, да, взаимодействие. Есть такой принцип win-win, быстренько хочу рассказать. Win-win переводится как выиграл-выиграл. И очень мне нравится этот принцип, и у нас как-то вот получается вместе с библиотеками именно так взаимодействовать. Потому что мы работаем с ними в виде партнерства, да, когда идет равное включение ресурсов с двух сторон. Это может быть в виде интеграции, когда один из участников, да, проекта организует какое-то большое мероприятие, и вы можете просто там с своей маленькой там выставкой, выездной выставкой интегрироваться в их мероприятие. Это может быть в виде совместного проекта, либо в виде поддержки. Ну вот, например, мы проводим творческие мастер-классы для детей с ОВЗ. Вот просто элементарно нужно помещение, и в библиотеке это возможно. Конечно, это все приводит в любом случае, любое взаимодействие, это приводит к хорошим социальным эффектам. Ну, в первую очередь, это именно социализация детей, адаптация их в современное общество. Это и путь к инклюзии, да, к толерантности. Но есть еще такие моменты, которые, как бы, вот хотела сказать, что это ведь увеличивает охват целевой аудитории самой библиотеки. Потому что мы, как, допустим, некоммерческая организация, у нас есть своя целевая аудитория, у вас есть своя. И если мы взаимодействуем, то это будет такое совместное объединение, когда наша аудитория узнает о библиотеке, а аудитория библиотеки узнает о нас. Это очень имеет такой положительный эффект. В любом случае идет повышение квалификации персонала, если сам персонал, конечно, взаимодействован в этом проекте. Объединение ресурсов, я думаю, что тут объяснять не надо, да? Вот. И есть все равно доля креатива. Вот как Айгуль Рафаиловна сказала, что иногда мы варимся в собственной каше, и мы сами очень рады, когда к нам кто-то присоединяется, потому что мы всегда можем друг у друга что-то подчеркнуть. И это не будет, понятно, что это будет обязательно. Мы всегда делаем положительные, полезные мероприятия. Но если они будут еще какие-то интересные, креативные,
это еще больше увеличивает эффективность. Поэтому именно объединяясь, мы можем в разы увеличить эффективность наших проектов, ну и вообще нашего взаимодействия. Я оставляю просто свои телефоны, сайт ломаябарьеры.рф. Мы всегда готовы к партнерству, к взаимодействию. Вот. И, Айгуль Фалин, спасибо большое за приглашение. Алина Саримовна, вам спасибо. С демонстрацией экрана выйдете, ладно? Да, Алина, да. вы, наверное, единственный представитель вот в нашей республике, которая на 1000% занимается такими практическими делами, которые находят отклик и у коллег, и у инвалидов всех категорий, тем более у детишек. Вы находите подход, у вас есть такая природная скромность, да, которая привлекает к себе, а в итоге, когда мероприятие даже заканчивается, такое чувство удовлетворенности, что мы угодили в первую очередь вот нашей категории читателей, угодили, сделали что-то полезное. Мы учимся у вас вот этим качеством, как все организовывать, какие новые формы работы привлекать в библиотеку. Ведь подчастую иногда только библиотека и является тем реабилитационным центром, куда свободно может прийти инвалид любой категории. Спасибо вам большое, Алина Саримовна. Конечно же, мы дальше будем сотрудничать и учить друг друга. Спасибо. Следующий наш докладчик – это наша любимая Гузель Зинатовна Мурзагильдина, заместитель директора нашего образовательного учреждения Уфимская специально-коррекционная школа-интернат номер 28. Гузель Зинатовна была на уроке и предупреждала, что может задержаться. Вы здесь, Гузель Зинатовна? Так, говорил, что без 10 сможет. Пока не отзывается, не вижу ее в списке. Хорошо, давайте тогда слово дадим следующему докладчику по программе. Ольга Александровна Колпикова, заведующая сектором массовой работы Центральной городской библиотеки города Уфа, с докладом «Культурно-массовые мероприятия для лиц с ОВЗ в библиотеках ЦЦМБ города Уфа». Одно выступление. Ольга Александровна. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Слышно меня, да? Да, вас очень хорошо слышно и видно, и уже видим вашу презентацию. Первый слайд. Сейчас сначала. Угу. Здравствуйте. Тема моего выступления – это культурно-массовые мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В связи с усилением внимания государства и общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль и престиж библиотек как социального института, способного поддержать эту категорию жителей города. В централизованной системе массовых библиотек 29 библиотек, из них 8 библиотек имеют пандусы, 1 библиотека оснащена подъемником, 16 библиотек имеют кнопку вызова. По итогам 2020 года библиотеками проведено 61 мероприятие как онлайн, так и в офлайн форматах, а также мероприятия, в которых активное участие принимали люди с ограниченными возможностями здоровья. Участниками мероприятий стали 750 инвалидов, из них 240 детей инвалидов. Охват пользователей сети интернет составил более 3000 участников. Чтение способно оказывать не только развивающее, но и терапевтическое воздействие на ребенка. И для детей с ограниченными возможностями здоровья были проведены социальные акции «Читаем, творим, развиваемся», «Дарите книги с любовью». Ага, вот. Ежегодно мы проводим для детей акцию «Праздник детства», который у нас приурочен к 1 сентября. Мы собираем и дарим маленьким уфимцам альбомы, краски, наборы для лепки и другие канцелярские товары. А также не забываем о сладостях. Благотворительная акция «Апельсиновый фреш» радует детей тем, что мы собираем огромное количество апельсинов и передаем также их детям. В ноябре месяце мы провели благотворительную акцию «Предновогоднее волшебство» для подопечных региональной благотворительной общественной организации «Будь всегда рядом».
В ней приняли участие сотрудники библиотек, а также уфимцы, неравнодушные уфимцы. Для ребят были собраны новогодние подарки, и в преддверии Международного дня инвалидов 2 декабря мы передали собранные нами подарки волонтерам этой организации. В течение всего года были организованы литературные музыкальные вечера, концерты, новогодние представления, мастер-классы, народные гуляния, познавательные часы и еще множество других форм массовой работы. 18 февраля в Центральной городской библиотеке города Уфы прошел литературно-кинематографический час «Солнце русской поэзии», посвященный Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. Гостями мероприятия стали члены общества инвалидов Октябрьского района города Уфы. Кинематографический час включил в себя викторину по творчеству Пушкина и показ фильма «Пиковая дама». Для этой же аудитории чуть позже мы провели литературно-музыкальный вечер «Жизнь во славу Отечества», посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Приглашенными гостями мероприятия стали обладатели звания Гран-прикс международного конкурса фестиваля «На крыльях таланта» Галина Гусева и Николай Середов. В концертной программе прозвучали любимые песни советского поколения о жизни, юности, любви. Также прозвучали песни и военных лет. В библиотеке номер 1 прошел «Голубой огонек» на Шафиева. Его гостями стали подопечные Всероссийского общества инвалидов Октябрьского района города Уфы. Концертную программу украсили выступления воспитанников детской музыкальной школы номер 13 имени Халика Заимова. Завершился праздник масленичными гуляниями на улице. В них приняли участие гости, артисты народного ансамбля русской песни «Милый мой хоровод». В марте, в преддверии Международного женского дня, в Центральной городской библиотеке прошел вечер отдыха «Месяц март», число 8 для пенсионеров и участников республиканского социального инклюзивного проекта Университета поколений Канглы, город Уфа. Поздравить дам с праздником весны, любви и красоты пришел директор регионального общественного международного экологического движения для людей с ограниченными возможностями здоровья «Быть добру» Геннадий Ступников. Руководитель республиканского социального инклюзивного проекта Университета поколений Канглы Гульнара Валиахметова порадовала присутствующих мастер-классом по декоративному плетению шнура. В рамках клуба «Шаг навстречу» моделям библиотека номер 4 постоянно оказывает информационную поддержку детям-инвалидам и их родителям. В августе 2020 года в онлайн-формате для них был проведен информационный час «Классная детская классика» по подбору литературы по школьной программе. В августе модельная юношеская библиотека номер 41 совместно с Центром местной активности Орджоникидзевского района города Уфы была организована фотосессия для особенных детей. В октябре в Центральной городской библиотеке состоялась встреча с психологом автономной некоммерческой организации «Диамапы» Илиной Рахматуллиной. Встреча была организована в рамках проекта оказания помощи и поддержки родителям детей с сахарным диабетом первого типа в Республике Башкортостан. 2021 год только начался, однако по итогам первого квартала нам уже есть что сказать о работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. За 3 месяца было проведено 36 мероприятий с участием более 400 инвалидов, в том числе из них более 200 детей. 20 февраля в Центре местной активности Октябрьского района на площадке Центральной городской библиотеки состоялось открытие фотовыставки проекта «Цени мгновения» инициативной группы активных граждан «Дарман». Проект «Цени мгновения» – маленькая история обычных людей, которые смогли сделать свою жизнь добрее и красивее, объединившись и взять инициативу в свои руки. Идея проекта – показать фотопортреты людей, которым удалось пройти онкологию. Каждая фоторабота – это сильная личность, победившая страшную болезнь. Гостями мероприятия стали организаторы и партнеры проекта. Это представители благотворительного фонда «Потерь нет», Центра развития «Стиль жизни», врач-онколог Гульнур Нигманова, фотографы, визажисты, сами герои фоторабот, их друзья, близкие. В марте мероприятия прошли сразу в нескольких библиотек системы.
модельной библиотеки номер 20 прошел познавательный час «Весенние праздники» и мастер-класс по созданию куклы из ткани «Масленица». Мероприятия были проведены для учащихся Уфимской коррекционной школы-интернат номер 28 для слепых и слабовидящих обучающихся. Модельная библиотека номер 29 организовала и провела познавательный час «Заповедные места Крыма» для воспитанников Уфимской коррекционной школы номер 120. Ребята узнали о красоте и многообразии природы Крымского полуострова. Деловая игра «Грамотный потребитель» прошла в модельной библиотеке номер 31 для учащихся Уфимской коррекционной школы номер 92. Библиотекари с помощью видеопрезентации познакомили ребят с историей возникновения Всемирного дня защиты прав потребителей и основными положениями закона Российской Федерации о защите прав потребителей. В завершении своего выступления хочется сказать, что люди с ограниченными возможностями здоровья хотят чувствовать себя нужными, ощущать свою полноправную сопричастность к жизни общества. Именно поэтому обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является неотъемлемой частью деятельности любой библиотеки нашей системы. Спасибо за внимание. Ольга Александровна, вам тоже спасибо. Подчастую так получается, что вот в городе Уфа инвалиды не только по зрению, а всех категорий обращаются к нам по каким-то вопросам. И вот эту амбразуру вы нам помогаете закрывать, приятную миссию по обслуживанию инвалидов всех категорий берете на себя, очень насыщенная, богатая работа, и от того на нас нагрузка в какой-то мере уменьшается. Помню, даже разговор был с Ольгой Николаевной, а давайте инвалидов по зрению на дому громкими чтениями, доставкой книг мы возьмем на себя. Но остановились на том, что у нас фонд богаче адаптированной литературой, и поэтому эту роль мы сами и будем выполнять. Но я к тому, что вы никогда не боитесь любого вида деятельности и любого, так скажем, вида пользователей. Молодцы, справляетесь на отлично. По вашим фотографиям видно, что эта категория пользователей с удовольствием к вам ходит, а это и показатель эффективности и удовлетворенности. Значит, в правильном направлении идете. Спасибо большое, Ольга Александровна. Ну, а сейчас Гузель Зинатовна Мурзагильдина. Приемы и способы организации творческой деятельности детей с нарушениями зрения. Доклад. Так. Да, я не знаю, видно меня, да? Здравствуйте, уважаемые учителя. Нет, не видно, не вижу. Так, подождите. Не видите? Я себя вижу. Ага, все, вижу. Вы видите, да? На другую страничку. Да, Гузель Зинатовна, пожалуйста, еще раз вас представлю. Заместитель директора Государственного бюджетного образовательного учреждения Уфимская специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат номер 28 3-4 видов, член экспертной комиссии наших конкурсов, ну и вот наша правая рука по всем моментам обслуживания, каким-то даже конфликтным моментам, по новым технологиям всегда советуемся с Гузель Зинатовной. Спасибо большое. Громкие слова про меня. Так, я бы хотела сказать еще, мне бы желательно демонстрацию экрана, возможно, ее будет потом включить? Гузель Зинатовна, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Да. Я могу, да? Все да, хорошо. Да, все. Давайте пока я начну, а потом по ходу буду включать демонстрацию экрана. Хорошо, как вам удобно. Да, ну вообще я хотела сказать, что вот с моей точки зрения библиотеки занимаются социокультурной реабилитацией инвалидов, ну если мы говорим про инвалидов по зрению, да, и создаете условия для, скажем, как передаточное звено, как какой-то соединительный элемент, который соединяет наших инвалидов по зрению с обществом, и общество соединяет с инвалидами по зрению. Вообще организация досуга, культурной среды инвалидов по зрению, социализации, конечно, должна исходить из их потребностей, возможностей и наличия вторичных отклонений в развитии.
Я буду говорить, конечно, про все возрасты, то есть от маленького до большого, да, потому что, в принципе, все, о чем я буду говорить, оно применимо ко всем. Вот. Смотрите, мы говорим о том, что у наших детей с нарушением зрения имеется такое состояние психологическое, как депривация. Это депривация информационная, депривация двигательная, депривация общения. О чем это говорит термин? Депривация – это неудовлетворенность в течение длительного времени чем-либо по разным причинам. Информационная депривация возникает из-за того, что наши люди не видят информацию, размещенную на информационных носителях, заходят в магазин, не видят того, что ценников, не видят того, что лежит на полках, они постоянно от кого-то зависимы. Вот эта информационная депривация, она приводит в состояние неудовлетворенности, раздраженности и так далее. Да? Депривация двигательная, то есть наши инвалиды самостоятельно, многие не могут передвигаться в пространстве, тоже постоянно зависит от кого-либо. И депривация общения, это из-за того, что многие наши дети, взрослые, да, инвалиды по зрению, находятся длительное время дома, они не получают того необходимого объема общения, который требуется человеку, потому что человек – существо общественное. Кроме того, из-за проблем вторичных отклонений, которые имеются у инвалидов по зрению, просто общество их не принимает, либо принимает неправильно. Посмотрите, какие проблемы имеются у наших людей. Во-первых, амимичное выражение лица часто. Поэтому собеседник не может понять то, что выражает инвалид, то, что чувствует инвалид в процессе беседы, взаимодействия с окружающими. Это вызывает напряжение общения. Далее, наши инвалиды по зрению, к сожалению, часто из-за отсутствия должной помощи могут быть неаккуратными, неопрятными, да? Часто имеют нарушенную походку, потому что в детстве не показали им, как надо ходить, или не оказали соответствующую медицинскую реабилитационную помощь. И все это отторгает зрячих сверстников. Кругозор наших людей, конечно, гораздо уже, чем кругозор их зрячих здоровых сверстников, и это тоже накладывает свой отпечаток на качество общения, на нежелание зрячих общаться со слепыми. Вот поэтому наша задача, как школы, я думаю, и ваши библиотеки, закрыть вот эти все ниши, убрать эту депривацию, состояние неудовлетворенности, сделать жизнь инвалидов по зрению по максимуму насыщенной. Я не говорю, что мы их должны веселить. И веселить, может быть, тоже. Но сделать насыщенной, интересной и постараться создать такие условия, чтобы по максимуму выровнять инвалидов по зрению с их здоровыми сверстниками. Вот. Мы их учим, а вы развиваете всесторонне, скажем так, да? Каким же образом инвалидов по зрению можно, какими видами искусства, культуры, спорта можно их развивать доступными в условиях библиотек? Ну, во-первых, как правило, это какие-либо настольные игры, подвижные игры в небольших группах, малых группах, да? Это всевозможные встречи, беседы, что-то вроде, например, каких-то литературных гостиных, да? Но я вам все-таки, это все вам известно, я вам все-таки постараюсь показать то, чего вы, скорее всего, можете не знать. Вот. Ну, во-первых, давайте, пока у меня камера включена, я начну немножко с конца. Посмотрите, для формирования конкретных представлений об окружающем мире, чтобы инвалид по зрению был более информирован о том, что происходит в окружающей него среде, значит, можно знакомить его с сенсорными эталонами и предметами, окружающими нас, посредством вот таких миниатюр животных, которые являются точной копией тех животных, которые действительно обитают на Земле. Это не какие-то там стилизованные животные, да? Вот.
Посмотрите, это может быть просто ознакомительные занятия. Это могут быть постановки, спектакли, постановки каких-то рассказов, например, того же самого Виталия Бианки, музыкант, да? Вот. Также возможно использовать такие замечательные вещи, я думаю, все-таки библиотеки себе могут позволить иногда. Это 3D-пазлы животных. Я думаю, их хорошо все видят. Я специально вот взяла, чтобы видны швы были. Если уже незрячий когда-то разобрал такое животное, а предъявлять его нужно в собранном виде, и собрал его, то, конечно, образ этого животного инвалид по зрению никогда не забудет. С этими пазлами что можно делать? Организовывать, во-первых, те же самые информационные мероприятия, организовывать турниры по сборке, да? Развивать речь наших детей, описательные какие-то мероприятия, да, чтобы дети писали сочинения какие-то по, например, об электрическом скате, да, или о змее. То есть не мне вас учить, вы в этом плане профессионалы. Далее, сейчас, ну вот, посмотрите, просто хочу сравнить, есть пазл такого животного и есть собственно животное. Небольшие отличия, и, конечно же, если мы предъявляем ребенку или инвалиду по зрению эти животные или этих пазлы несколько раз, а образы памяти имеют особенность стираться, то, конечно, наши дети будут знать, как они выглядят, и, соответственно, кругозор их будет гораздо шире. Теперь посредством чего еще можно наших инвалидов по зрению познакомить с окружающим миром и обеспечить им досуг? Я сейчас включаю демонстрацию экрана. Так, секунду. Так, вот я думаю, хорошо всем видно. Сейчас появились вот эти, я не знаю, китайского производства, не китайского производства, вот такие пазлы замечательные. Чем они хороши? Они доступны для инвалидов по зрению тем, что они возвышаются над общим фоном, имеют небольшое количество элементов, имеют понятные формы для детей, и дети с удовольствием не один десяток раз собирают такие пазлы. Вот. Простые вот такие пазлы, ну, раньше называли их пазлы Никитина, сейчас как-то по-другому. Дело в том, что единственное, что надо обеспечивать, какой подход. Посмотрите, не зря я вам показываю именно вот эту фотографию, где ребенок с остаточным зрением, с цветоощущением, мы его учим сортировать по цветам, по кучкам, раскладывать, да, элементы пазл. С удовольствием дети это собирают. Особенно здесь насыщенные цвета, особенно вот пазл, который лежит ближе к вам, он имеет чистые насыщенные цвета. И дети с остаточным зрением с удовольствием ими занимаются. Они чувствуют себя такими же, как зрячие дети, потому что они знают, что зрячие дети собирают пазлы. То есть на равных чувствуют. Далее. Посмотрите, вот такие объемные пазлы. Так, вот здесь, наверное, да? Сейчас попробую вам приблизить. Вот. Это более такие объемные пазлы, тяжелые пазлы. Вот. И они тоже... Тут, правда, на этой фотографии не видно ног, ноги нарисованы, но это не принципиально. Дети, в принципе, знают, как выглядят. Вот я вам собрала немножко вот такого типа пазлы. Очень хорошо в использовании при организации досуга. С удовольствием собирают автобус школьный. Тут я вот не все сфотографировала. У нас есть еще скорая помощь. Вот так, такси вот здесь получается. Вот этот котенок. Вот. Далее, значит, раз уж я включила демонстрацию экрана, значит, я вам сейчас еще продемонстрирую несколько видео, где вы познакомитесь с тем, чем занимаются наши дети в школе и дома. Это видео хочу продемонстрировать в том числе с той целью, чтобы вы знали, что инвалид по зрению может делать все, но наша задача
научить его это делать. И, как правило, используется прием из рук в руки, прием сопряженных действий. Когда взрослый становится со спины ребенка, берет в свои руки ребенка и совместно совершает действия. Это на первом уровне, самом элементарном, а потом уже начинается работа по совершенствованию, по превращению умений и знаний в навыки. Так, вот посмотрите, эта игра называется настольный теннис. Сейчас, секунду. Ой, что-то не то я включила. Сейчас, секунду. Ух ты, я вылетела. Сейчас, секундочку. Неправильно я выполнила действие. Так. Сейчас, секунду. Извиняюсь. Я не поняла, почему не то включилось. Здесь показан теннис. Хотела продемонстрировать вам настольный теннис для слепых. Вот, посмотрите, я вам потом отправлю ссылку на это видео. Здесь имеется звенящий мяч. Такая игра называется «Шоу-даун». Его не надо видеть, его надо слышать. Ну, я вот, чтобы время не тратить, маленький такой кусочек вам продемонстрировал, да? Далее хочу сказать, что, значит, шоу-даун чем хорош? Это доступная, дозированная нагрузка практически для всех инвалидов, даже для тех, кто не может передвигаться самостоятельно. Они находятся в статическом положении и дозированно передвигается. Вот теперь хочу показать вам вот такого вида игрушки. Это дерево-балансир. Давайте самый толстый. Вставляю темно-зеленый. Я звук выключу. Вот посмотрите, вы просто посмотрите, как ребенок с нарушением зрения собирает такое дерево, да? Мы эту девочку видели в предыдущем, на фотографиях. Главное, чтобы в процессе работы работали две руки. Левая рука была поисковой, если ребенок правша, а правая выполняла основные действия. То есть вот такие игрушки, они нашим детям тоже доступны. Далее быстренько продемонстрирую вам, как можно рисовать с нашими детьми, чтобы вы имели представление. Рисуем мы точно так же, как зрячие, только рисуем с помощью точек. Обратите внимание, вот я сейчас остановлю видео, да, вы видите, что проставлены точки по контуру рисунка. Точки находятся на расстоянии ширины одного пальца, чтобы ребенок предыдущую точку чувствовал одним краем пальца, последующую точку второй стороной пальца чувствовал. Вот. И он таким образом эти точки соединяет. Чуть-чуть промотаю. Вот уже видно, что получается рисунок. Ребенок рисует яблоко. Так, нам это так мешает. Так, придется выйти. Так, и в результате посмотрите, у нас получился рельефный рисунок, который мы выкладываем пластилином. Просто если зрячие дети рисуют акварелью, гуашью, то мы рисуем пластилином. То же самое, просто закрашиваем пластилином. В конце концов, сейчас я вам покажу, что у нас получается в результате. То есть это очень доступный вид деятельности.
Не зря же говорят китайцы: покажи мне, я забуду, расскажи мне, объясни мне, я пойму, дай потрогать, я запомню. Если ребенок таким образом выполнил работу, он, конечно, запомнит форму яблока, одновременно поймет, что такое круг, что такое овал, одновременно будет понимать, что такое ровно, что такое неровно, что такое последовательно. То есть у него формируются математические понятия. И понятие есть у ребенка сейчас эстетическое восприятие мира, да? Вот. Так, сейчас я отключаю демонстрацию экрана. Так, не поняла. Так, что? Сейчас, секундочку. Гульназира, иди сюда, я не могу развернуть. Сейчас, секундочку, ладно? Я вас просто, я не вижу. Разверни мне этот экран, а? Вот этот я не могу развернуть. Демонстрацию надо выключить. Я что-то свернулась, по-моему. Все. Угу. Все. Извиняюсь. Тут свои особенности. Главное, что, значит, помнить, что наши дети могут все. Надо их этому учить, привлекать их к этому, помнить, что у наших детей снижена мотивация, поскольку если зрячий ребенок увидел красивую куклу, увидел красивую игрушку, он просит маму, у него сразу возникает мотив с ней поиграть, то у наших детей нету таких раздражающих факторов, которые их стимулируют. Поэтому мы должны прививать им активность, активную жизненную позицию, чтобы в дальнейшем этот человек вырос полноценным гражданином общества. Также хотела бы вам сказать, что я вам вышлю, вот через Ирину Николаевну, наверное, да, ссылки на документальные художественные фильмы про слепых, где вы сможете познакомиться с различными другими спортивными играми, да, которые можно использовать для организации досуга незрячих. Это брайлевские шашки, брайлевские шахматы, нарды, ранжир, то есть всевозможные игры. И, конечно же, если мы говорим о маленьких детях, мы говорим об использовании, работе в технике оригами, в технике бисероплетения, вязания. Все это возможно, и я думаю, вы сможете это использовать для того, чтобы наши дети не просто приходили к вам в библиотеку как пользователи, а приносили свою пользу. То есть если они учатся вязать, пусть они вам свяжут тех же самых героев для тактильной книги, да? Если они занимаются бисероплетением, пусть они сами же для своих сделают контурный рисунок, рельефный рисунок. То есть, чтобы любое действие инвалида по зрению было полезным для окружающих и для подобных людей. Ну, я думаю, в принципе, кратко так вот. Все. Если есть вопросы... Гузель Зинатовна, если возможно, ссылки в этот чат отправьте, пожалуйста. Сейчас отправлю тогда, да. Потому что потом может и забыться, потом кому-то мы просто можем забыть отправить. Да. Уважаемые коллеги, вот по выступлению Гузель Зинатовны, да, наверное, поняли, что образование и культура всегда должны вместе шагать. Когда мы вот так вот именно сотрудничаем с коррекционными школами, опять-таки мы окунаемся в ту атмосферу и в те новые технологии, которые, конечно же, с удовольствием и с пользой можем применить у себя на работе. Гузель Зинатовна, я, наверное, никогда не привыкну к таким видео, у меня всегда ком в горле и слезы на глазах, когда видим таких детей, но в то же время и радость, что они вот так социализируются, адаптируются к жизни. И слава Богу, что у нас есть в республике такая школа, как вы, и такие специалисты, как вы, которые хотят сделать полноценных гражданинов нашей страны, чтобы они себя чувствовали такими полноценными.
Спасибо Да, большое. Я вот единственное хотела сказать, что я там вот отправлю личные видео, где ребенок совершенно незрячий в возрасте 8 лет, да, делает баню, занимается, работает на сенокосе, делает скамейку. Но это я отправляю для того, чтобы вы видели. Большая просьба не забывать про права детей, да, про конфиденциальность персональных данных. После просмотра просто не размещать такую информацию больше нигде. Да, Вот. для общего кругозора такие видео мы должны тоже обязательно смотреть, видеть и прочувствовать изнутри. Спасибо большое, Гузель Зинатовна. Конечно же, не подведем. Да, сейчас ссылки отправлю. Спасибо. Уважаемые коллеги, следующий наш докладчик – это Елена Александровна Гришкова, директор МБУ ЦБС ГО города Октябрьский. Мы с этой ЦБС уже давно работаем, с их тифлоцентром. И, наверное, здесь особенно требовательные читатели, которые знают все законы и чуть ли не каждый день задают вопрос, почему я это умею, почему я это знаю, а ты мне это не даешь. И они вот стараются соответствовать. И сейчас Елена Александровна расскажет, как они выстроили арт-терапию в библиотеке для особых читателей. Опыт работы Тифлоцентра «Перспектива». Елена Александровна. Здравствуйте. Здравствуйте. Большое спасибо за возможность рассказать о нашем опыте работы. У нас Тифлоцентр при модельной библиотеке номер 2 работает с 2011 года. И у нас такой очень большой объем опыта накопился за это время. И вообще как бы эта деятельность у нас настолько развилась, что она уже шагнула, собственно говоря, за пределы этого Тифлоцентра. Вот. И сейчас мы уже работаем вход уже тут на город. И сейчас вот немного расскажу об этой работе. Сейчас включу презентацию. Так, видно, да, мою презентацию? Нет, не видно. Нажмите на демонстрацию экрана и потом найдите видео. Да, нажала. Да, запустилась. Все, спасибо. Вот, собственно, фасад нашего Тифлоцентра. Мы постарались привести его полностью в соответствие со всеми нормами. Здесь вот еще фотография нашей старой двери. Сейчас там хорошая дверь современная. Вот. Все вывески, поручни у нас есть, в общем, тактильные коврики и так далее. То есть мы постарались обеспечить такой комфорт нашим читателям. И у нас получается в библиотеку вход практически с асфальта, поэтому у нас не только для незрячих очень удобно, но и для колясочников. То есть к нам спокойно приходят люди вот на колясках, и даже мы рядом стоянку для инвалидов оборудовали. Вот, то есть в плане доступности это вот у нас такая самая доступная библиотека. В общем, вот в 2011 году мы открыли Тифлоцентр «Перспектива». Там у нас 6 автоматизированных рабочих мест для инвалидов полностью. Все, что необходимо, там есть. Конференц-зал у нас с большим телевизором, с большим экраном. В общем, и вебинары мы проводили, в частности, с Казанью, с библиотекой для слепых Татарстана. То есть работа у нас такая очень была бурная всегда. И приглашали, и сами мы ходили по нашим учреждениям, и Дом престарелых, и Общество инвалидов. И вот в 2015 году мы запустили проект «7 цветов радуги». Это как раз вот по арт-терапии. И, в общем, мы столько проделали работу, что даже вот оглядываешься назад, и как-то даже немножко думаешь, неужели мы это столько всего сделали. В общем, у нас было 7 цветов радуги, это вот радуга красок, то есть мы разными способами рисовали, так сказать, и песком, и красками, и тем же пластилином. Вот, потом мы лепили из теста с нашими детьми. Мы как бы не ограничивали только слабовидящими, потому что
все-таки люди должны держаться вместе. У нас занимались, в принципе, разные дети, и разные люди, и особенные вместе, и обычные. То есть как раз вот инклюзию мы всегда старались соблюдать, чтобы вот не сегрегировать, так сказать, инвалидов в какие-то отдельные сообщества, чтобы они где-то варились в своем собственном соку, а старались все-таки людей соединять вот этими всеми увлечениями. Вот тут как раз вот совместное занятие по декупажу. Вот. И, в общем, такой самый феерический наша часть этой радуги, так сказать, наших занятий, это был наш звуковой, вот этот шумовой оркестр, который, в принципе, мы везде как бы демонстрировали, по-моему, даже в библиотеку для слепых привозили. В общем, у нас есть коллекция этнических инструментов, которые мы так несколько лет потихонечку собирали. И с этой коллекцией мы где только не были, и к себе приглашали, и практически все детские сады нашего города, и школьные лагеря летние. В общем, мы везде побывали и всех вовлекли в это движение. В общем, у нас этот шумовой оркестр наш практически весь город знает и всегда очень его как бы тепло принимает. Ну, такая очень интересная вид деятельности, и практически очень такой, как сказать, бюджетный. Своими руками много инструментов можно сделать. Вторая часть тоже нашей такой большой деятельности – это вот наши тактильные книги. Мы каждый год проводим тоже акцию благотворительную. И как раз вот предыдущий докладчик говорил, что те, кто что-то умеет делать из наших особенных пользователей, можно использовать. Вот для тактильных книг как раз мы с ними и вязали, и шили многие вещи. Вот в детском саду в группе коррекционной проводили занятия по тактильным книгам. В общем, ну вот у нас уже собралась коллекция, ну где-то, наверное, больше 15 таких хороших книг большого формата по всем правилам. То есть мы всегда проводим еще и занятия, как бы, как правильно шить тактильные книги, кто у нас подключается к нашей акции. То есть как бы ведем такую еще просветительскую деятельность. Ну и вот радуга души, стихотерапия, сказкотерапия, то есть тоже большой объем работы проведен. И вот из этой радуги души как раз у нас родился наш новый проект, когда... Ну, вот так у нас наш проект вышел за пределы как бы, Тифлоцентра и модельной библиотеки номер 2. И вот этот наш костяк молодых активистов, вот общества инвалидов и общества слепых, они уже начали такую деятельность. То есть сперва они просто стесняясь, как бы опустив глаза, пытались читать стихи, какие-то отрывочки. Вот. И потом со временем оказалось, что многие из них сами пишут стихи. И мы стали приглашать их уже по понедельникам в Центральную городскую библиотеку. Вот. И постепенно вот эта группа у нас просто стала как каким-то авангардом, так сказать, движения особенных людей в нашем городе. И сейчас они у нас уже практически сами самоорганизовались и проводят очень много разных мероприятий. Но я хотела бы еще такую ремарку сделать, что помимо того, что мы их как бы объединяем, мы все-таки пытаемся в библиотеке создать такое сообщество, не отдельно инвалиды, отдельно обычные люди, а все-таки, чтобы было взаимодействие. И как раз возникает проблема, что когда мы начали приглашать вот эти группы наших особенных читателей на наши городские мероприятия, ну вот на Библионочи и так далее, то оказалось, что не все как бы, люди готовы ну вот так вот принять этих людей, ну, как сказать, свое сообщество. И мы несколько лет слышали такие высказывания, что зачем вы их приглашаете, что, мол, они тут не к месту и так далее. И пришлось нам заняться еще такой просветительской деятельностью, как вообще, кто такие особенные люди, как с ними правильно взаимодействовать. И мы сделали такой ряд роликов, ну, как бы использовали работу «Белая трость» Екатеринбург, общество слепых, и как бы ну, там у нас и серия буклетов есть, и всякие мы вешаем, так сказать, интересные картинки в виде комиксов в детских библиотеках.
чтобы люди относились, ну, лояльно как бы к этой группе, потому что есть такая психологическая особенность, что человек, как говорится, общается с другими людьми на основе своего собственного какого-то опыта. И когда он видит человека с, так сказать, какими-то, ну, не похожего на себя, ему не с чем сравнивать, и сразу возникает такое отторжение, состояние, что, ну, как-то неудобно, да, неловко и так далее. И поэтому мы решили вот этих наших активистов молодых объединить в клуб. И создали мы в 2019 году клуб «Зажигай солнце». Вот этот наш как раз актив, вот он на экране. И эти люди, они настолько сами все талантливые и настолько все интересные, что они не просто вот как бы пришли в библиотеку, позанимались и разбежались. Нет, они у нас теперь еще пошли дальше, и вот они у нас тут Сережа наш поет. То есть они сами сделали свой проект и пошли в школы, пошли в другие учреждения образовательные с такими зажигательными лекциями, зажигательными занятиями. Ну, как бы показать, что люди, у которых как бы не все в порядке со здоровьем, настолько активны и настолько как бы вот находят себя в этой жизни, что, ну, это там у нас была программа по профилактике суицида среди детей и подростков. Ну, что как бы нелепо вот на фоне таких людей, которые держатся за жизнь и борются, и весело как бы живут с огоньком, что жаловаться на что-то там, на какие-то мелкие проблемы, это просто, ну, неуместно. И вот этот проект у нас тоже имел большой успех. Вот. И мы их привлекаем практически на все наши мероприятия, на конкурсы чтецов они у нас участвуют. Это в Доме престарелых, литературные вечера. Вот. Ну, все праздники, собственно, они отмечают вместе с нами, не отдельно, а как бы вот тоже среди наших читателей. Так. Ну, это вот встреча с юристом, вот как раз тут конкурс чтецов. Вот, и все крупные мероприятия, они у нас готовят. Ну, сейчас я выйду уже из презентации. И, в общем, и получается, что вот это движение, которое началось в библиотеке, с вот этих занятий по арт-терапии, то есть они уже у нас перешагнули даже в библиотеку. В прошлом году город подарил обществу инвалидов очень хорошее помещение в центре, без барьеров. Вот, и теперь и, как бы, и мы к ним в гости туда ходим, и здесь в библиотеку они к нам по-прежнему ходят, потому что у них очень здесь дружеская атмосфера, мы всегда устраиваем здесь чаепитие, то есть, ну, мы настолько все передружились между собой, и как бы уже у нас и наши читатели их знают, и вот смотришь, уже общаются помимо библиотеки, поэтому как бы вот я могу сказать, что я в некотором смысле преклоняюсь вот перед людьми, которые вот, так сказать, немножко судьба здоровьем обделила, но у них на этом фоне развились какие-то другие суперспособности, мне кажется. То есть они стали идти по пути, вот, ну как, перешагнув вот это свои недостатки какие-то, ну, природой, так сказать, им данные. Они показали такой образец вот, мужества, стойкости вот, для наших читателей, что, мне кажется, они какую-то даже особую миссию выполняют вот, в нашем обществе. И мы всегда их зовем, и вот я говорю, любое наше даже городское мероприятие проходит обязательно, вот даже последнее было у нас Масленица, вот буквально недавно. Вы бы видели, какой у них там был феерический стол, и то есть они были все сами как скоморохи, в общем, это было что-то вообще невероятное, просто вот самый у них был шикарный такой, как бы, среди всех наших участников там вот этих длинных столов, и куклу они шикарную вот эту сделали масленичную. В общем, всегда, ну прям вот с ними видишься, и как какой-то энергией зажигаешься такой. Вот, и мы очень рады, что наша библиотека вот поучаствовала в таком вот развитии их от, ну вот просто с ними общаемся уже лет 10, наверное, и постоянно как бы они новеньких, так сказать, приводят. И просто то, что мы как бы начали с ними работать, и вот мы видим их вот это развитие, которое с ними произошло, ну, просто душа радуется. То есть люди на самом деле нашли себя,
вот, и нашли свое место в жизни, и еще и, так сказать, обычных людей, как говорится, дают фору по всем фронтам. Вот. Ну, в общем, такая вот у нас была за это время работа. И все-таки, ну вот мне кажется, что самое главное, ну вот у нас как бы такое наследие советских времен, что как бы держали этих людей где-то подальше, в специализированных учреждениях и так далее, по домам. И сейчас вот, слава богу, и общество стало более лояльно к ним относиться. Вот. И, в общем, мне кажется, вот библиотека для них это прям такое вот пространство взаимодействия, что обязательно нужно их приглашать и с ними работать. Ну, очень как бы нам помогает то, что у нас очень сильные руководители в обществе инвалидов, конечно. Вот Татьяна Борисовна Титьков, это тоже такая зажигалочка, она сама очень талантливый человек, и как бы она нам очень помогает, и мы стараемся тоже с ними всегда сотрудничать. Ну, большое спасибо, что пригласили на семинар. Мы уже как бы соскучились вот за этот пандемичный год. Вот очень хотим возобновить наше сотрудничество. Вот появились новые идеи, появились новые люди, которые теперь этим занимаются. Всем удачи, всем такого вдохновения. Сейчас весна. В общем, всего самого лучшего. Большое спасибо. Всего доброго. Спасибо, Елена Александровна. Гузель Зинатовна неоднократно сказала, что наши дети могут все. И вот и по вашей презентации понятно, да, что и наши читатели могут все, какого бы возраста они не были. И библиотекари наши могут все. Библиотекари наши, да. Обязательно какие-то новые проекты реализовывают. Елена Александровна, не снижайте планку, и что я вот всегда говорю, что наши читатели никогда не дадут закрыться нашим библиотекам и нам сидеть киснуть. Они обязательно нас будут подпинывать и требовать с нас новые мероприятия, а нам только соответствовать. И вот вы сказали, что у вас очень сильный лидер в обществе, да, инвалидов. Ну и хотелось бы, наверное, спасибо сказать и вашему руководству вашего города за лояльное отношение, за такую социальную ориентированность. Молодцы, давайте также и продолжать работать. Следующий наш доклад директору Миякинской межпоселенческой центральной библиотеки Светлана Байназаровна Гумерова. Инновационный подход в работе Миякинской межпоселенческой детской библиотеки, работа в инклюзивном центре «Благо Арт» и мультстудии «Фантазеры» с детьми с ОВЗ. Байназаровна, вам слово. Видно, да? Да, вас видно, очень хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Вас приветствует Миякинская межпоселенческая центральная библиотека. Благодаря победе в первом конкурсе гранта Российской Федерации в 2020 году на базе Миякинской детской библиотеки создан первый в Башкортостане инклюзивный центр «Благо Арт» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный проект направлен на расширение современных технологий и народного ремесла, оказание терапевтического воздействия, возрождение и сохранение декоративно-прикладного искусства и приобщение детей с ОВЗ к изучению культуры родной земли. Для нашего района проект является уникальным, так как для коррекционного развития детей с ОВЗ в районе нет ни одного социально-реабилитационного учреждения, работающего в сфере групповых досуговых занятий с детьми с ОВЗ и с семьями. Стоимость данного проекта составила 741 382 рубля. В ходе реализации проекта при детской библиотеке создана универсальная мастерская для занятий керамикой, глинотерапией, художественным, лоскутным гобеленом, чеканкой. Оформлен кабинет для библиотерапии, арт-йоги, сказкотерапии и песочной терапии, способствующие социально-культурной адаптации детей посредством включения их в активное художественное творчество. В 2020 году нам повезло во второй раз. Мы стали победителями и второго конкурса грантов президента Российской Федерации с проектом мультстудии «Фантазеры». Стоимость данного проекта 819 тысяч рублей. Идея проекта – создать первую в селе инклюзивную мультстудию «Фантазеры» для детей и подростков с ОВЗ от 8 до 18 лет и их родителей. Данный проект направлен на оказание для детей и подростков с ОВЗ терапевтическое воздействие
посредством арт-терапии, оказать детям и их семьям социальную поддержку, создание социальных историй в виде мультфильмов с применением методов мульттерапии, глинотерапии и песочнотерапии. В ходе реализации проекта будет организован и проведен фестиваль «Мультимир» анимационных фильмов, где организаторы продемонстрируют мультфильмы, созданные во время проекта. На первом этапе по контрольно-ключевым точкам закуплено оборудование и мебель, заложенный бюджет обоих проектов. Приобретены мультстанок, световой стол для рисования спецов, 6 ноутбуков, 2 МФУ, цветные принтеры, цифровой фотоаппарат, проектор с экраном, телевизор, брошюратор, ламинатор и мебель. За счет софинансирования со стороны администрации проведен капитальный ремонт полов. Заменены окна на пластиковые, установлены противопожарные двери. При всех этих работах и сборке мебели участвовали волонтеры. Разработаны баннеры, вывески и стенд «Шаг вперед». 2 вывески изготовлены в виде штендера, одновременно и рекламный, и инновационный указатель. Штендер легко складывается, раскладывается и переносится с места на место, что значительно экономит свободное место. Также можно поставить и на улице. Приобретена книга «Секреты детской мультипликации», перекладка и комплект программного обеспечения для создания мультфильмов у автора Николая Пунько. Технического эксперта чемпионата по детской мультипликации мультишкола.ру «Все для детской мультипликации». После торжественного открытия центра и мультстудии, который состоялся 2 октября, началось занятие с детьми. Укомплектована группа из 15 детей. По четвергам проводятся занятия с соблюдением санитарных норм и социальной дистанции. За отчетный период, кроме еженедельных занятий, провели 3 крупных массовых мероприятия. Открытие центра, мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, и итоговое мероприятие по акции «Коробка смелости». Новогодние чудеса в центре «Благо-Арт». В центре дети с удовольствием занимаются лепкой из глины. Также им очень нравится заниматься лоскутным гобеленом и чеканкой, который преподает замечательный педагог и мастер Фаниза Насибуллина. Она специально приезжает из дальней деревни. Еще дети очень любят слушать, в собственности, сказки, любят рисовать карандашами, акварелью и песком на световом столе. Даем готовые заготовки, нарисованные простым карандашом, представляем возможность пробовать, разукрашивать раскраски. Каждый ведь ребенок, он индивидуальный, и поэтому для них также мы закупили различные развивающие игрушки. Многие родители активно участвуют сами с нами на занятиях, приходят с удовольствием дети. И вот иногда даже доходит до того, что когда приходит время расставаться, они плачут уже, не хотят уходить, но родители уговаривают, что мы их ждем всегда в нашем центре, и по четвергам двери наши открыты для занятий. Для родителей также появляется возможность, что они могут своих детей оставить у нас в центре и заниматься своими делами. В центре работает также психолог, который у нас приходит из центра «Семья». Она оказывает социологическую и психологическую помощь. Работник детской библиотеки у нас есть с логопедическим образованием, проводит индивидуальные занятия и занятия под группами, делает артикуляционную и пальчиковую гимнастику, затем идет работа по постановке или автоматизации звука. Родители детей с ОВЗ активно участвуют во всех крупных мероприятиях. В рамках проекта для них проводятся анкетирование, беседы, консультации, индивидуальные и групповые занятия, мастер-классы, лекции, семинары и групповые тренинги. Занятия совершенно бесплатно для всех категорий детей. За время реализации проекта было охвачено 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, 60 родителей и 15 волонтеров, добровольцев. Создан сайт Центра «Благо-Арт», который периодически пополняется новыми материалами занятий и мероприятий центра, где имеются обучающие уроки. Открыта страница ВКонтакте, зарегистрирована группа WhatsApp «Мастерская Благо-Арт». Благодаря реализации проекта дети с ОВЗ приобретают систему знаний, необходимых к социальной деятельности, усвоение новых техник, расширяет их круг
возможностей, развивает пространственное воображение. Терапия посредством народного ремесла позволяет снять мышечные зажимы, снизить тревожность, открытие в себе индивидуальности, помогает ребенку реализовать себя в дальнейшей учебе, творчестве, общении со сверстниками, способствует сохранению и укреплению психического здоровья детей. В дальнейшем часть детей, прошедших реабилитацию с использованием арт-терапевтической технологии в центре, смогут перейти на профессиональное обучение по данному направлению, а также достойно трудоустроиться. Особенностью проекта является это совместное участие в запланированных мероприятиях детей с ОВЗ и их здоровых сверстников, а также привлечение волонтеров из числа молодежи к организации и проведению мероприятий в рамках проекта. После завершения сроков реализации проекта планируем продолжить деятельность в Центре Благар и мультстудии «Фантазеры». В перспективе представляется возможным продвижение и расширение практики инклюзивного образования в селе с целью увеличения охвата детей с особенностями развития творческой видами деятельности, увеличение числа родителей детей с ограниченной возможностью здоровья, педагогов, мастеров и умельцев народных промыслов, ориентированных на сотрудничество в вопросах социализации и развития детского творчества. Планируем обмен опытом по республике и России с выходом на новых партнеров. Волонтеры будут проводить совместные праздники, вместе заниматься в кружках и на занятиях. Все оборудование, приобретенное в рамках проекта, будет использоваться в дальнейшем на эту деятельность. Организация будет искать дополнительные источники финансирования. В 2020 году был объявлен третий специальный конкурс гранта Российской Федерации, где мы также участвовали с проектом онлайн-познания. К сожалению, у нас не хватило 1 балла всего. Зато с этим проектом мы победили в конкурсе «Общее дело» фонда Владимира Потанина. Сумма гранта составила 550 тысяч рублей. Деньги освоены, закуплена заложенная аппаратура, материалы для занятий, рециркуляторы и средства для индивидуальной защиты. В условиях неопределенности, связанных с пандемией, мы перешли на онлайн-занятия, где дети нашего центра могут заниматься дистанционно, как индивидуально, так и группами. По мере возможности родителям переданы материалы для творческих занятий. Занятия смогут посещать даже те дети, которые не имели возможность посещать наш центр. Есть дети, лежащие, и им сложно выезжать, а также не у каждого имеется возможность иметь транспорт. Мы тоже надеемся же на то, что в дальнейшем все-таки нам выделят библиобус. А сейчас вашему вниманию предлагаем просмотр мультфильма «Эколес», который в 2018 году занял 2 место в республиканском конкурсе «Башмульт». Не имею второй видео. Рыбка.
Ладно, до конца то не тяну. Все, наверное, да? Слышно? Да, Светлана Байназаровна, слышно? Да. Мультфильм, конечно, был без звука, но мы без звука? Вчера переживали, да, что вообще будет показываться. Если что, в чат скинете. Хорошо, мы скинем, но вы можете ознакомиться с нашей работой на сайте ВКонтакте. Ну и если еще интересна наша работа, коллеги, обращайтесь к нам, приезжайте в гости, милости просим. Когда мы услышали, что вы выиграли этот проект, самая первая реакция, это, конечно, было удивление. Я никогда не забуду, когда в 2002 году наша библиотека стала методическим центром по обслуживанию инвалидов. И мы начали с ЦБС работать, мониторить их работу, открывать библиотечные пункты. Мияки говорила, у нас нету инвалидов. Мы всегда на конференциях, на семинарах говорили про это, что вот Мияки говорят, у нас нету инвалидов. И очень тяжело начиналась работа, но ничего, потихоньку коллеги начали участвовать, искать инвалидов. Оказалось, есть и дети-инвалиды. Мы даже не ожидали, что насколько трудно работать с такой категорией детьми. Это для каждого индивидуальный подход нужен. Да, вы всегда занимаемся конкурса среди детей-инвалидов, детского творческого конкурса. Молодцы, вот так вот учитесь, у вас неплохо получается, видите, вы свою стезю нашли, и самое главная стезя, это вы грамотно пишете проекты, выигрываете гранты, молодцы, такое новое... Благодаря нашим девочкам. Да, спасибо большое вашим сотрудникам. Значит, грамотные кадры подобраны, и вы, как руководители, им даете возможность реализовывать свои творческие способности. Молодцы, коллеги. Спасибо большое за выступление. Такое яркое, неординарное. Ну, технические возможности, тут уже никуда не денешься, и то смогли продемонстрировать. Спасибо большое, Светлана Байназаровна. Спасибо. Сейчас мы заслушаем нашу сотрудницу Татьяну Святославовну Резябкину. Мы умеем мастерить, веселиться и творить. Опыт работы Центра «Лучик» Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухватшина по социализации и реабилитации детей-инвалидов. Татьяна Святославовна Резябкина, главный библиотекарь отдела организации досуга. Пожалуйста, Татьяна Святославовна. Добрый день, коллеги, меня слышно? Да, очень хорошо слышно и видно. Угу. Сразу включаю демонстрацию слайда. Роль библиотеки в жизни детей с нарушениями зрения это переоценить невозможно. Для одних детей мир открывается именно через книгу, для других – через общение со сверстниками и библиотекарями, а также через возможность активного участия в различных мероприятиях, которые проводятся в библиотеке. Библиотека помогает детям развивать коммуникацию, общение и творческие способности среди сверстников, членов семьи, а также помогает укрепить связь с родными и близкими ребенка. Цель нашего центра – это создание условий для реализации потенциала незрячих и слабовидящих детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности через активное включение их в общественно полезную деятельность, развитие творческих и интеллектуальных способностей.
Основная задача центра – это создать условия для развития творческой и познавательной активности детей, расширить кругозор, закрепить полученные знания в нестандартных игровых формах организации деятельности, развить внимание, память, логическое мышление и творческое воображение. Для создания доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья с применением новых библиотечных форм и технологий с 2012 года Республиканская библиотека в рамках гранта президента Республики Башкортостан реализует проект «Дети разные важны» по созданию комнаты психологической разгрузки для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая включает в себя сенсорную комнату. В 2013 году открылся детский центр «Лучик». На данный момент центр координирует библиотерапевтическую деятельность по читательскому развитию особого ребенка, его социализацию в обществе. Сейчас вы, кстати, видите на слайде сенсорный уголок, где дети могут приходить, отдыхать, немножко поиграть. Также в рамках деятельности детского центра было освоено новое направление работы – создание тактильных рукодельных книг для детей, не способных читать плоскопечатные тексты. В рамках акции «Живи книга» по изготовлению тактильных рукодельных книг для незрячих детей ведется работа как с волонтерами, так и с нашими постоянными пользователями. Незрячие дети помогают в выборе ткани с ассоциациями того или иного предмета, а волонтеры помогают в пошиве книг, активизируя новые умения и навыки. Создавая что-то своими руками, ребенок укрепляет связь с внешним миром, и это всегда особенно важно для детей с ограниченными возможностями здоровья. Изделие, выполненное ребенком-инвалидом, показывает его как индивидуальность, полностью отражая его личные качества и умения. Так, в 2020 году наша библиотека начала сотрудничество с лидером скаутов «Свободы». В основную группу скаутов входят дети старших классов, также участвуют учащиеся других учебных заведений. На первом ознакомительном мастер-классе новые участники акции «Живи книга» узнали о деятельности библиотеки. Сотрудник наглядно показала тактильные книги, которые шили дети со всей республики на ежегодные конкурсы нашей библиотеки для слепых. А затем предложила сшить тактильную книгу, которая называется «Транспорт». Атмосфера занятий позволяет раскрепоститься, ведь здесь ребенку дается больше свободы для реализации желаний и идей. Работа всегда ведется интересная, творческая и познавательная. Волонтеры впервые попробовали себя в роли создателя новой книги, которая приносит пользу нашим маленьким читателям. Также большой популярностью пользуются тактильные книги по мотивам башкирских народных сказок и легенд, а также книги башкирских писателей. По ним дети дошкольного и младшего школьного возраста знакомятся с культурой и традициями народа. Регулярно в библиотеке проводятся массовые мероприятия, направленные на расширение кругозора, круга духовного общения любителей книги, на предоставление возможности проявить свои способности и таланты. С 2019 года для малышей и мам проводятся познавательные тифлочасы «Читаем, учимся, играем», где детям читают сказки, басни и стихи известных детских писателей и поэтов. Затем в игровой форме проводятся занятия с детьми, где используются методы наглядного и тактильного обучения, такие как лепка из пластилина, из теста, рисунки песком на светящемся столе, учатся создавать сюжетную аппликацию героев сказок, легенд и басен. В связи с новым коронавирусной инфекцией библиотеки начали активно общение с использованием новых коммуникационных технологий. Это социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники. В 2020 году широко использовали площадку WhatsApp
для совместного с родителями участия в акциях «Подари книгу», а также в видеомарафоне «Мы о войне стихами говорим», флешмобе «Родной язык. Мое богатство». Как видите, дети активно участвуют в таких онлайн-мероприятиях, присылают фотографии, читают стихи на видео. Ежегодно в конце апреля библиотека принимает участие во всероссийской акции «Библионочь». Дети с родителями готовятся к этому мероприятию, готовят стихи, песни, а также костюмы. Игровая деятельность, занимательные занятия, викторины, стихи – все это позволяет учащимся повышать свои знания в различных научных областях, расширять свой кругозор, проявлять коммуникативные навыки. В соответствии с указом президента Владимира Путина в 2019 году в Российской Федерации объявлен годом театра. Именно в это время в детском центре «Лучик» начинает свою работу кукольный театр. Участники проекта – это дети Уфимской школы-интернат номер 28. Это стало еще одной возможностью проявить ребенку любовь к книге и чтению, проявлению талантов среди детей среднего школьного возраста и младшего школьного возраста. Театрализованная деятельность также является эффективным средством развития личности ребенка, поскольку носит игровой характер, способна увлечь его, удовлетворить потребности в активном действии, богата возможностями самоутверждения и самовыражения ребенка. Участвуя в театрализованной деятельности, дети знакомятся с социальным миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки. А умело поставленные вопросы побуждают их думать, анализировать и делать выводы, и обобщать полученные знания и умения. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируются слова ребенка, совершенствуется звуковая культура речи. Театрализованная деятельность позволяет решить многие проблемы ситуации от лица какого-либо персонажа. И именно это помогает преодолеть робость, связанную с трудностями общения, неуверенностью в себе. Очень важна также и роль ширмы в развитии коммуникативных навыков. Работая с куклой за ширмой, где можно спрятаться, дети чувствуют себя в безопасности. Это придает им смелости. Это очень важно в нашем случае, так как многие дети стесняются своих физических недостатков. В марте 2019 году в Уфе в преддверии Международного дня театра на базе детской библиотеки номер 39 и Башкирского государственного театра кукол прошел первый республиканский фестиваль театра детской книги «Таганок». Одним из призеров фестиваля стал кукольный спектакль по башкирской народной сказке «Лиса-сирота», представленный Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых. Кукловодами выступали воспитанники Уфимского коррекционной школы-интерната номер 28. Куклы были изготовлены преподавателями и детьми объединения школы раннего развития «Квантик» Республиканским детским образовательным технопарком. Ко дню Пушкина дети подготовили спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде», а к 100-летию Мустафа Карима одноименный спектакль по мотивам повести «Радость нашего дома». В 2020 году ко дню кукольного театра была продемонстрирована башкирская народная сказка «Сарбай», которую исполнили учащиеся 7 класса школы-интерната номер 28. А ко дню народного единства волонтеры-скауты подготовили спектакль по народам, которые проживают в нашей республике Башкортостан. Спектакль разместили в социальных сетях библиотеки. В 2021 году ко дню кукольного театра был поставлен спектакль «Легенда о Курае». Также в октябре планируется постановка спектакля по башкирской народной сказке «Клубок». Сейчас бы я хотела продемонстрировать видео, отрывок из спектакля, который мы показывали детям в школе. Настал черед и младшего сына Вида Азамата. О, горе мне, горе!
Он призвал моего третьего сына, моего младшего Азамата. Что же с ним будет? Славно, мы не видим. Не видите? Нет. Сейчас я попробую. Демонстрации экрана, презентацию закройте, а потом запустите Мгм. видео. Сейчас вот так вот сделаем. Сейчас видно? Да, видно. Мгм. Давайте сначала, ладно? Бог, все будет хорошо. А лучше приготовь ничего не поесть. Дорога предстоит мне не близкая. Сейчас. Ой, а дома же ничего съестного нету. Хотя постой. Вот стакан муки. Я замешу тесто. И испеку лепешку на грудном молоке. Эсэй, мне пора. Не плачь и не грусти. Береги себя. Подожди, вот, держи. Эта лепешка удалит твой голод и поможет тебе в трудную минуту. Спасибо, Эсэй. Мне пора. Прощай. С мамой я попрощался. Теперь можно попрощаться со своими верными друзьями. Путь Азамата был долгий и нелегкий. Однажды он сбился с пути и повстречался его в лесу серый заяц. Привет, Куянагай. Здравствуй, Азамат. Куда путь держишь? К дворцу злого хана Усалбая. Подскажи мне, пожалуйста, дорогу. Конечно, подскажу. Только сначала расскажи мне башкирские пословицы. Доброе дело в воде не тонет. Хорошая пословица. А еще знаешь? Не спеши языком, а поспеши делом. Здорово. А еще? Кто ходит, тот видит. Кто читает, много знает. Вот немножко я вам показала отрывок, а полностью уже можно будет посмотреть видео на нашей странице на YouTube и Instagram. И хотела бы я уже завершить свое выступление. Таким образом, создавая комфортно культурно развивающей среды, обеспечение доступными информационными ресурсами в процессе образования и воспитания, социализация детей-инвалидов, а также творческое развитие является основной миссией детского центра «Лучик» Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых имени Макарима Хусаиновича Тухвашина. Спасибо всем большое за внимание. Спасибо большое, Танюш. Своего сотрудника, конечно же, не устанешь хвалить. У нас Танюша к каждому читателю, нашим маленьким пользователям находит всегда подход. Любимое место наших детей – это, конечно же, сектор, вот этот вот центр «Лучик». Действительно, он «Лучик», привлекает и родителей, и детей. Конечно же, здесь срабатывает человеческий фактор. Всегда к сотрудникам надо относиться так, что чего он больше всего любит делать, да? Каждый сотрудник должен быть на своем месте. Вот наша Танюша, она на своем месте, молодец, огромную работу по тактильным книгам, огромную работу по кукольному театру она проделывает тихо, молча, но когда мы ей даем слово, и она ведет мероприятие, конечно же, это ярко, это буря эмоций и от нас, и от читателей. И мы очень гордимся нашим центром «Лучик». Спасибо большое, Татьяна. Сейчас следующий доклад. Это мы хотели бы услышать Регину Сагитовну Чумакову. Были технические неполадки. Регина Сагитовна, вы смогли зайти? Вы меня слышите? Да, слышим. Пожалуйста, вам слово. Регина Сагитовна Чумакова, заведующая модельной детской библиотекой номер 42 МБУ СЦДБ ГО города Уфа. Опыт работы модельной детской библиотеки по раскрытию творческого потенциала детей с ОВЗ. Спасибо. Я сразу включу демонстрацию. Да, пожалуйста. Наша детская модельная библиотека работает под девизом «Встреча с...» Чуть погромче, ладно? Поближе к микрофону. Да. Встреча с книгой открывает мир.
Это девиз нашей работы. Так видно, да? Хорошо слышно? Да, все замечательно, продолжайте. Хорошо. Мы имеем большой опыт работы в социокультурной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями. Но хочу подчеркнуть, что мы не стремимся подменять реабилитационные и образовательные учреждения в своей работе. Мы просто выполняем свои основные функции: обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных и общекультурных потребностей, содействие социальной реализации, применяя свой особый подход к работе с особенными нашими детьми. Хочу сказать, что мы переезжали, и вот при открытии нашей библиотеки мы уже сразу готовились к своей такой работе. У нас создано хорошее внутреннее комфортное пространство, которое предполагает свободный доступ к фондам библиотеки, получение информации в доступных форматах. И мы продумывали интерьер библиотеки, дизайн для удобства читателей. Что-то у меня вот быстро пошла презентация. Я хотела показать вам нашу библиотеку. Вот такие вот у нас просторные коридоры, доступ к книгам, стеллажи у нас расположены вдоль стен. Поэтому пространство для колясочников, для просто детей, которые плохо ходят, у нас свободное. Свободное пространство, стеллажи располагаются вдоль стен. Отсутствие порожков, широкие дверные проемы, все это дает возможность для беспрепятственного передвижения по всему помещению. Удобная высота стеллажей. Они у нас не очень высокие. Яркие красочные разделители с крупными буквами. Четкий дизайн. Комфортные банкетки, диванчики, стулья. Это столы разного уровня для читателей всех возрастов. Уютные залы и их доступность создают благоприятную атмосферу для наших и маленьких, и взрослых читателей. Наш филиал ведет целенаправленную работу с детьми-инвалидами и их родителями. Эта работа была начата нами еще в далеком 2002 году. Мы начали сотрудничать с городским социальным приютом для детей и подростков. Сейчас он переименован в Центр семейного воспитания «Вместе». А с 2008 года Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими возможностями. Партнеры у нас расширялись. К нам в 2014 году добавилась региональная благотворительная общественная организация социальной поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. «Будь всегда рядом». А в 2019 году мы подружились с общественным центром «Улей». Я хочу сказать, что это большая партнерская работа еще и с детьми, которые сегодня уже поднималась проблема социализации наших детей особенных, как их воспринимают другие дети. И вот такая вот работа у нас ведется с общественными центрами, с волонтерами. И у нас укрепляются большие партнерские связи между людьми и организациями, принимающими участие в судьбе детей с ограниченными возможностями здоровья. Наша традиция – это проведение совместных мероприятий с ними. Это хорошая возможность обмена опытом. Мы учимся друг у друга новому, планируем новые интересные мероприятия. Так, при школах нашего микрорайона создаются отряды волонтеров, которые нам помогают. Например, мы сотрудничаем с волонтерским движением «Унисон», которое создано в 157-й школе уже 4-й год. И это помогает пониманию детей, их взаимодействию. Начинается наша работа с партнерами с
любой организации, сообществом создание планов мероприятий на год. Затем планы дополняются, корректируются и обязательно заключаются договора о сотрудничестве, которые разработал юрист нашей системы. На основе этих договоров и строятся партнерские взаимоотношения. Например, вот в работе с социальным приютом мы начинали с проведения различных мероприятий, театрализованных, ярких праздников, посвященных открытию года кино, года театра, Дню защиты детей, творчеству детских писателей Эдуарда Успенского, Корнея Чуковского, множество мероприятий различных. Вот в этом году мы уже провели в рамках проекта Году науки и техники, это космос, космические виражи. У нас в библиотеке прошла презентация рисунков воспитанников приюта на космическую тему, этот загадочный космос, и интеллектуальная игра «Путешествие. Покоряем космос». В Центре реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, согласно планам совместных мероприятий на год, мы ежегодно проводим 4 праздничных утренника: праздник осени, новогодний праздник весны и праздник ко Дню защиты детей. Вот такой вот праздник у нас был, праздник весны. Это вот праздник ко Дню защиты детей. И кроме этого мы ежемесячно проводим занятия, беседы для групп социальной адаптации. За 10 лет, которые мы сотрудничали с РЦИ, показали, что наша работа с группами социальной адаптации очень востребована. И мы предложили РБО «Будь всегда вместе» создать группу социальной адаптации на базе библиотеки. Занятия группы «Лучики» проходят 2 раза в месяц. Литературные занятия у нас проходят в форме бесед, включает в себя чтение литературных произведений, знакомство с устным народным творчеством, обсуждения, литературные игры и викторины. А творческая часть, аппликации и поделки. Ребята у нас сейчас она включила, я сейчас с удовольствием знакомятся с книгами, затем сами рассматривают их, рассматривают иллюстрации, и затем сами включаются в процесс обсуждения книги, рисуют свои впечатления, показывая их через краски, выражая их через краски и через рисование. Тут же мы используем приемы пластинографии, аппликации. И в ходе работы с этими аппликациями мы не просто клеим бумаги, а даем им какой-то сюжет, они сами набирают материал, сами работают с бумагой, мнут ее, режут, сгибают. Это дает возможность развивать мелкую моторику пальчиков рук и обогащает параллельно речь детей, обогащает их словарный запас, развивает воображение, фантазию, изобретательность, стремление к творчеству и дает познание свойств материалов, желание экспериментировать с этими материалами. Программа кружка предполагает повышение уровня развития речи, мелкой моторики и социальную адаптацию детей через литературно-творческие занятия. На базе нашей библиотеки работает еще один творческий кружок – арт-терапия для людей с ОВЗ, где они погружаются в атмосферу творчества. Вот она, этот слайд. Проходит этот кружок раз в 2 месяца по средам в 11:00. Кружок посещает молодые девушки и юноши до 30 лет. Под руководством библиотекарей и своих родителей они создают замечательные картины в разных техниках. Акварель, аппликация,
выжигание по дереву. Арт-терапия в библиотеке – это положительные эмоции и увлекательная площадка для творчества и общения. Молодые люди с удовольствием собираются и создают свои картины, поделки в творческой атмосфере, которые наши сотрудники создают с помощью современных технологий. Это и видео, аудио сопровождение, презентации, видеовыставки по теме занятий. Все это привносит творческую ноту. Но ребята сами постоянно поддерживают, что работа с живой книгой, иллюстрациями, возможность держать их на руках, просто прикасаться к ним неоценимо. Живую работу, книгу и работу с ней и предпочитают все члены кружка арт-терапия. В таком же творческом настроении проходят и занятия для группы общественного центра «Улей». Здесь собираются взрослые ребята с диагнозом расстройства аутического спектра и другими ментальными особенностями. Они приходят ежедневно в интеграционные ремесленные мастерские общественного центра «Улей». Центр этот находится в Черняковке по улице Хакимова. После того, как мы провели у них там 2 мероприятия, нам предложили постоянное сотрудничество. Сотрудники библиотеки ежемесячно проводят для этих молодых людей познавательные литературные занятия. Ребята знакомятся с книгами, затем сами принимают участие в громких чтениях, обсуждениях стихов, рассказов. И каждое мероприятие мы готовим для ребят моментальный спектакль по какой-либо теме, по теме занятий. Они с энтузиазмом примеряют на себя роли автора, красного командира, мальчика, юного героя повествования, красного паши Хакимова, арабского шейха и других героев. И в ходе этого представления у нас идет бурное обсуждение поступков персонажей. В этой творческой, дружеской атмосфере раскрываются к общению даже самые замкнутые, а гиперактивные реализуют свои потребности в движении, в активных действиях. Стало доброй традицией на каждом таком занятии создавать что-то своими руками. Мастер-классы в технике аппликации оригами помогают сосредоточиться, успокоиться и выразить свои творческие потребности. Они не требуют шаблонного повторения, а просто предлагают варианты создания работ, и в результате у каждого получаются неповторимые авторские работы. Весь накопленный опыт работы наших читателей, достижений выливается в участие в конкурсах различных. Мы ежегодно принимаем участие в конкурсах, проводимых Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых. В течение 3 лет читатель нашей детской библиотеки Сальников Алеша занимал первые места в создании тактильной книги. Вы, наверное, уже все видите эти книги, узнаете их. Маша и медведь и пчелы, вот под грибом. Это вот сам Алеша наш. Это вот 3-я его книга «Мустай Карим в березовом лесу». А в 2020 году читатель нашей библиотеки Мулакаев Семен принимал участие в конкурсе со стихами, посвященными Великой Отечественной войне. В 2018 году была подготовлена и отправлена работа Шакимуллиной Лусьяны на участие в 1-м всероссийском конкурсе рисунков для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я могу, я рисую». За нее проголосовало более 250 читателей. Национальная библиотека Республики Башкортостан в феврале 2018 года провела республиканский конкурс «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Конкурс был направлен на защиту домашних и диких животных и проводился с целью привлечения внимания к объектам животного мира. От нашей библиотеки была представлена работа Копылова Артема. Мы тесно сотрудничаем и с многими общественными организациями, которые освещают работу в данном направлении. В 2019 году в Уфе прошла презентация масштабного регионального интернет-проекта для людей с инвалидностью. Называется она «Преград нет». Сайт для людей особенных, наделенных прекрасными человеческими качествами, силой воли жить, любить жизнь во всем ее многообразии, несмотря ни на что, и преодолевать все преграды и побеждать. Оргкомитет отметил благодарственными письмами организации, которые сотрудничают с проектом для людей с инвалидностью, в их числе и коллектив модельной детской библиотеки 42. За годы работы в этом направлении мы понимаем, что целенаправленная работа по развитию творческого потенциала детей с ОВЗ приводит к повышению у них уровня развития творческого мышления, интеллектуального развития, самооценки, творческих проявлений в различных областях жизнедеятельности. Возрастает самоуважение, чувство собственного достоинства. И мы рады, что наша работа и участие делает жизнь особенных детей ярче и разнообразнее. Спасибо. Спасибо большое, Регина Сагитовна. Система СЦДБ, она всегда отличалась ярким интерьером, всегда привлекала и детей, и нашу категорию пользователей, особенно инвалидов по зрению, да, а обязательно для ориентира должны такие яркие краски. Ну и работа, мы специально взяли ваш опыт показать коллегам. Часто, наверное, при прослушивании вашего доклада у коллег возникало: мы это тоже делаем, мы это тоже делаем, ага, а вот это вот надо бы сделать. Действительно, огромный труд проделываете, видно по вашей презентации. Пожалуйста, тоже продолжайте эту работу, участвуйте на наших конкурсах, проектах. И очень понравилось, что вы нашу категорию пользователей выводите на улицу. Это вот тоже такая сфера, да, когда они себя могут почувствовать здоровыми, такими же на воздухе. Тоже такая социокультурная реабилитация, форма работы очень привлекательная. Спасибо большое. Коллеги, у нас еще остается 2 доклада и подведение итогов. Следующий доклад у нас зачитает Наталья Петровна Голенастова, заведующая отделом читального зала модельной Центральной городской библиотеки «Интеллект-центр. Диалог города Салават». Творческая лаборатория «Круг интересов для детей с ограниченными возможностями деятельности. Лепка как арт-терапия». Пожалуйста. Спасибо. Всем добрый день. Слышно меня? Всем добрый день. Слышно? Не слышно. Альбина Рафаэловна, слышно нас? Очень хорошо слышно и видно. Все, спасибо, хорошо. Мы, к сожалению, не могли приготовить презентацию вот из-за серьезных технических неполадок, но кое-что вручную я покажу. Одно из приоритетных направлений работы нашей модельной Центральной городской библиотеки «Интеллект-центр. Диалог» – это социальная адаптация и реабилитация людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Работники библиотеки уделяют особое внимание библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями. Наша библиотека стала центром общения и помощником для социально незащищенных людей. Мы активно сотрудничаем с местной организацией общества слепых. Цель нашей работы – это создание системы информационно-библиотечного обслуживания лиц с ОВЗ, приобщение их к книге, культурной, духовной жизни и оказание помощи в организации досуга. На базе нашей библиотеки реализуется творческий проект «Чудо-ручки, чудо-штучки».
Это лепка из соленого теста пластилина. Участники проекта – это дети-инвалиды, родители-библиотекари. Цель нашего проекта – это использование тестопластики как развитие мелкой моторики руки и творческих способностей. Актуальность проекта в том, что лепка из соленого теста способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления и привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Так же, как и другие виды изобразительного искусства, лепка формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного. Вот поэтому обоснованно можно предположить, что лепка из нетрадиционных материалов благотворно сказывается на развитии ребенка как творческой личности. Лепка дает удивительную возможность моделировать мир и все представление о нем в пространстве. Это самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок не только видит то, что создает, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. На базе нашего проекта создана творческая лаборатория «Круг интересов» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Работа в лаборатории – это творческий труд, который дает человеку с инвалидностью ощущение востребованности обществу. Это пространство инклюзивного общения, где люди с повышенными потребностями общаются и увлеченно творят, осваивая новые горизонты. Сегодня, конечно, это создание простых поделок, приносящих радость самим мастерам и всем окружающим. Лепка – это очень уникальное и любимое занятие у наших детей. Библиотекарь читального зала Татьяна Васильевна Вал учит работать с пластилином наших пользователей. Они с удовольствием освоили технику ручной лепки из соленого теста. Поделки раскрашивались акварельными красками. На первом занятии король соленое тесто приглашает друзей. В нашей лаборатории Татьяна Васильевна познакомила участников с историей и особенностями тестопластики. Вызвало интерес к лепке из соленого теста. Занятия проходили по следующим темам. Например, вкусное печенье – это знакомство, первое знакомство с приемами лепки. В гостях у царицы осени – это была лепка из овощей и фруктов. Вернее, лепка овощей и фруктов. Мои фантазии – это была лепка просто на свободную тему. Писанка – раскрашивание тех уже материалов, которые были приготовлены, елочные украшения. Конечно, теоретически вроде бы кажется все просто, но когда мы начинаем работать с нашими ребятами, вы знаете, и видеть вот их довольные глаза, умение что-то сделать, видеть радостные глаза их родителей, это настолько трогательно, и чувствуешь какую-то свою отдачу. Вот, например, дети сделали вот такую башенку, это работа из соленого теста, потом ее раскрашивали. Следующая вот такая же башня, которую приготовили наши дети, и как смогли, тоже раскрасили. Я хочу сказать, что у нас дети, которые работают в творческой лаборатории, это не только дети слабовидящие и незрячие наши пользователи, это дети-инвалиды разных групп категорий. Поэтому они видят, но инвалиды – это дети из коррекционных школ и выполняют свои работы. Работы из пластилина, допустим, вот такие дети из коррекционной школы вылепили, допустим, вот такие модели. Различные фигурки зверей, которые сделаны из теста и раскрашены. Большая красивая работа, которой мы гордимся, вот такая работа, это приготовил, ну, скажем так, уж не сам совсем ребенок из детского сада, с помощью своей мамы. Работа была выставлена на конкурс, который проводился в нашем городе, и вот эта работа заняла достойное место. У нас, конечно, есть
все и фотоматериалы. Мы ведем вот такой альбом, к сожалению, все уже не увидишь. Дети здесь, как дети работают за столом, лепят. В процессе вот этой работы у нас дети не только делают вот саму лепку, мы в это время стараемся о чем-то рассказать, или о каком-то литературном произведении, о литературном герое. Мы читаем стихи, дети нам читают стихи. Иногда даже забывается, что они начинают вот это все делать. И что-то делают, забывается, начинают просто уже читать свои стихи и о чем-то рассказывать. Но знаете, видя, я же говорю, вот такие радостные лица и детей, и родителей, и приходит у нас какое-то удовлетворение, что наша лаборатория пользуется успехом. Мы заседаем 2 раза в месяц, родители с удовольствием приводят детей. Вы помните нашего активного участника ваших конкурсов Денис Старьков. Несмотря на то, что ему уже более 20 лет, он постоянно посещает эту лабораторию и лепит вместе со всеми. Я думаю, что наша лаборатория создает все условия для самореализации и развития творческих способностей их людей с УВЗ и дает возможность почувствовать себя нужными и интересными людьми. Мы создаем потом вот такие выставки, демонстрируем их в Тифлоцентре, ну и даже для тех, кто приходит на экскурсию, ну, скажем так, зрячие люди все это видят и знают. Спасибо. В следующий раз обязательно мы будем с презентацией, но еще раз извиняюсь. Знаете, Наталья Петровна, даже очень хорошо, что не было презентации, что вы вот сейчас так на руках, на экран показали и подделки, и фотографии, и сразу мелькнула мысль, что вот когда ежедневно приходят пользователи, мы не всегда же можем электронную презентацию им показать и свою работу, да, показать. И вот, пожалуйста, наглядно, что действительно оно есть, действительно оно красиво, и действительно и с этих работ идет тепло. Да, вот какая замечательная работа. А на презентации это была бы просто фотография. Замечательно даже, Спасибо, что... Спасибо, Михаиловна, за поддержку. Да, и современная библиотека – это всегда какие-то лаборатории. Мы всегда мониторим, что же надо нашему читателю. И у вас вот эта идея создать именно лепку как арт-терапию, она, наверное, не зря возникла, да, скорее всего, какие-то были пожелания читателей, и вот замечательно, что есть такой спрос, потому что, когда приходят в такую лабораторию, вроде бы, а какая связь с библиотекой, но в то же время каждый пользователь уходит с книгой, с информацией, поэтому всегда ориентируемся на спрос наших пользователей. Пусть это совсем не библиотечное, пусть это совсем не книжное, но зато у нас пользователь находит ту стезю, которая ему приятна. И хорошо, что в библиотеке ходят разные категории. Спасибо большое, Наталья Петровна. И последний доклад. Роль Центра библиотерапии «Доктор Книга. Социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья» Светлана Миневалиевна Амирханова. Вы здесь? Да, здесь. Ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки Аургазинская, ЦБС, руководитель проекта Центра библиотерапии «Доктор Книга». Светлана Миневалиевна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые участники республиканского научно-практического семинара. Тема моего выступления – роль Центра библиотерапии «Доктор Книга» в социальной реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже 4-й год в Аургазинском районе Центральной районной детской библиотеки успешно реализуется проект «Центр библиотерапии «Доктор Книга», победивший на 3-м всероссийском конкурсе «Культурная мозаика малых городов и сел». Наш проект был поддержан благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко грантом 500 тысяч рублей. В Аургазинской централизованной библиотечной системе обслуживание детей с ограниченными возможностями
осуществляют Центральная районная детская библиотека с Центром библиотерапии «Доктор Книга» и 23 сельских филиала. Создание такого центра помогает детям с ограниченными возможностями здоровья успешно интегрироваться в среду сверстников через традиционные и инновационные формы библиотечной деятельности. Особое внимание мы уделяем библиотечному обслуживанию на дому. В 2020 году в связи с пандемией многие мероприятия прошли в формате онлайн. И такие праздники, как Международный день защиты детей, День знаний, День матери, Новый год, библиотека совместно с Ургазинской районной организацией Всероссийское общество инвалидов поздравляли детей на дому. Но мы знаем, что каждому ребенку нужен персональный подход, и для этого был разработан план проведения разнообразных форм мероприятий, как сказкотерапия, театротерапия, игротерапия, мастер-классы, ну и участие в конкурсах. Семьи с особенными детьми получают информационную и психолого-педагогическую поддержку. Учитывая специфику целевой группы, занятия проводятся в форме практических занятий, мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству и по коррекции речи. Нашими социальными партнерами являются Аургазинская районная организация, Башкирская республиканская организация Всероссийское общество инвалидов, государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан, Юго-Западный межрайонный центр «Семья», многопрофильное учреждение дополнительного образования «Аль-Таир», Центральная районная больница, учреждения культуры, здравоохранения, образования, ну и волонтеры. Центр правовой информации «Консультант Плюс» при Центральной районной библиотеке оказывает консультационно-правовую помощь родителям. В 2020 году совместно мы провели праздники, семейные выходные, акции, флешмобы, такие как ромашковое счастье, забавы русской старины, праздник мамы и бабушек при солнышке тепло, при матери добро, бал маленьких принцесс, папин день, день семьи. Мероприятия наши публикуются на сайте Аургазинской СБС, отдела культуры, администрации района, в сообществе Центр библиотерапии «Доктор Книга» в социальной сети ВКонтакте, в Инстаграм, в республиканских районных газетах печатается «Республика Башкортостан», «Янчишмя», «Перспектива» и наша местная газета «Аургазинский вестник». В прошлом году психолог Центра «Семья» Эльвира Гайсина провела в игровой форме тренинги «Помоги маме», «Давайте жить дружно». Игровые программы включали знакомство друг с другом, упражнения на развитие коммуникативных навыков, жить в мире с собой и с другими, познавательные умения на развитие мелкой моторики и, внимание, тесты для детей были такие, как несуществующие животные, например, дом, дерево, человек, и другие. Для родителей были проведены занятия, включающие тесты на определение семейных ценностей, такие как живой дом, решение конфликтных ситуаций в семье. Художник Венера Галиева, организатор досуга творческой деятельности «Аль-Таир», проводит в Центре библиотерапии мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Это аппликации, оригами, лепки пластилином, рисованию. И ребята вместе с мамами мастерят уникальные шедевры. В Центре библиотерапии был разработан новый творческий проект «Библиотуиз», кукольный библиотеатр. Все библиотеки района стали творческими площадками для театрализованных постановок с использованием перчаточных кукол. Презентация, арт-выставок, встречи с ветеранами самодеятельных театральных коллективов района. В режиме онлайн и офлайн ребята в прошлом году, в этом году, увидели такие театрализованные представления по сказкам «Три поросенка», «Репка»,
«Волк и 7 козлят», «Теремок», «Колобок на новый лад», «Глупый мышонок», «Легенда о Урае». Часто для театрализованных постановок мы приглашаем юных волонтеров. А в марте 2020 года в Центре библиотерапии для девочек с ограниченными возможностями впервые провели бал маленьких принцесс, где были организованы площадки по аквагриму, гончарному делу, обжигу по дереву, аппликации. Ежегодно принимаем участие в конкурсах, которые проводит Башкирская республиканская библиотека для слепых имени Карима Тукватшина. В мае 2020 года дипломом второй степени был награжден победитель республиканского творческого конкурса среди детей-инвалидов «Сердцем к подвигу прикоснись» в номинации «Книга в кадре», книги о Великой Отечественной войне, наш читатель, ученик 7 класса Чихаян Артем. А 1 сентября мы приняли участие в республиканской акции «Бегущая книга-2020». Поздравили всех наших первоклассников. Также на дому приняли участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью» и всероссийской акции «Книги в больнице». В этом году мы возвращаемся к очному формату проведения мероприятия. И 21 марта весь мир праздновал Международный день кукольника. И наша Центральная районная детская библиотека не могла оставить в стороне этот праздник. Мы пригласили к себе в гости детей с ограниченными возможностями здоровья. В Центре библиотерапии «Доктор Книга» состоялась праздничная познавательная программа «От петрушки до театра», где ребята познакомились с волшебным миром театра. Дети с удовольствием повеселились, поиграли с неугомонным Петрушкой, веселым клоуном. И сотрудники детской библиотеки поставили кукольный спектакль по мотивам башкирской народной сказки «Легенда о Урае». В исполнении Акчуриной Адели, ученицы детской музыкальной школы имени Бахтигайсина, прозвучала песня про следы и песня «Золушка». А детский образцовый ансамбль «Радость», руководитель Альбина Залилова, порадовали ребят зажигательным финским танцем. В этот день также гостью стала художник учреждения «Альтаир» Венера Галиева с коллекцией народных кукол. Она познакомила ребят с куклами и тоже показала мастер-класс по изготовлению кукол из материала и кукол из ложек и ткани. Уважаемые коллеги, благодарим вас за внимание. Желаем вам крепкого здоровья, удачи, исполнения ваших задуманных планов, творческого вдохновения и вам новых побед. Спасибо вам большое, Светлана Миневалеевна. Доктор Книга. Так хотелось вот именно вами завершить наш республиканский научно-практический семинар. Наша миссия библиотек, конечно же, книгой, словом, информацией лечит наших читателей любой категории. И молодцы, что поддерживаете вот эту миссию, очень грамотно находите слова. Вижу даже слоган у вас на баннере: дети, которые читают, будут думать думающими взрослыми, вот типа этого, да. Молодцы, правильно работаете и уверена, что ваш опыт был полезен нашим коллегам. Молодцы. Такая модель вовлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья, конечно же, приемлема. Уважаемые коллеги, на этом наш республиканский научно-практический семинар завершается. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, подключайтесь, задавайте вопросы. Я уверена, что, прослушивая каждого докладчика, вы для себя определились с новыми направлениями работы, с новыми методами охвата лиц с ограниченными возможностями здоровья. Конечно же, у каждого своя модель, у каждого